Исследование методологии и исследование действием Оксана Шелестова. Главный исследователь. Главный исследователь. Ну, вряд ли, конечно, меня можно быть главным исследователем. Но раз уж выпала где такая аватара в этом сезоне, то я попробую что-то рассказать про исследование в методологическом подходе, исследование в нашей практике. Я надеюсь, что у меня лекция будет не такая длинная, как Егора в прошлый раз. Я столько говорить не умею, и, может быть, зато нам будет интересно что-то обсудить. Добрый вечер. Один из руководителей школы, Татьяна Водолажская, сформулировала мне тему для этого дела, которую я, недолго думая, восприняла как психозадание. Поэтому буду двигаться по ней. Тема звучит так: исследование методологии, исследование действием, метод, история и смысл. Я, наверное, больше буду говорить про исследование действием как специфический метод, и скорее про его историю и смысл, и практическое применение. Там Дубинецкая спрашивает компьютер, с которого они транслируют. Извини, это... Но прежде чем к этому методу обратиться, буквально, наверное, пару таких вводных тезисов про, в более каком-то таком широком контексте. Первое про исследование методологии. В принципе, я когда думала про эту лекцию, остановилась на том, что для меня такая формулировка абсолютно гармонично звучит. Исследование методологии, исследование в методологическом подходе, хотя, наверное, когда-то она вызывала во мне странные чувства. Ну и, в принципе, если там иметь в виду до сих пор там современный академический, по крайней мере, дискурс, то, в общем, формулировка перевернутая с ног на голову. Потому что культурно и правильно говорить о методологии исследования. Как правило, методология – это как-то прилагательное к исследованию. В любой науке, в любой предметности, любое исследование должно иметь какие-то свои методологические основания и методологии. Мы меняем полностью эти отношения, говоря об исследовании методологии, по той простой причине, что белорусская методологическая школа, то есть программа культурной политики, наследуя СМТ-подход, имеет под методологией совсем другое. Да? Не методику исследований, даже не там предметное основание исследований, а в общем мыследеятельности, системно организованную мыследеятельность, как организацию работы с системно организованной мыследеятельностью, как объемлющую рамку. Поэтому исследование есть частный процесс, есть один из видов работ, есть одна из практик, одна из деятельностей, это можно описывать как угодно, внутри, собственно, методологии, методологического подхода как такового. В истории СНД исследованиям, описанию исследования как деятельности, разбору методологии предметных исследований, то есть методов, способов работы предметных исследований в очень разных предметностях, начиная от физики, математики, астрономии, алхимии, в общем, бог знает чего, и заканчивая современными способами, современными науками. Посвящено очень много работы, очень много внимания, вплоть до того, что там сама базовая установка на программу методологическую когда-то, на очень большой этап программы формулировалась как исследование мышления как деятельности, то есть исследовательское отношение к исследованию, интерес к исследованию занимает очень большое место в самой СМД из-за специфического отношения к знанию, но я сейчас не буду про это рассказывать, во-первых, я вряд ли смогу про это толком рассказать, просто отмечу, что работа с исследованием как деятельностью, с описанием исследовательской работы как деятельности и с инструментарием, это такой большой кусок и большой задел, который в СНД накоплен и к которому можно обращаться и с которым можно работать. В культурной политике, то есть в современном этапе реализации СНД-методологии в Беларуси, то есть в нашей практике, в нашей деятельности,
Исследование, исследовательская практика, исследовательская деятельность тоже занимает очень важное место и большое место. Это связано со следующим. Собственно, сама программа культурной политики, формулируется как программа, которая, одним из базовых оснований, которая является работа с нормами. Работу с нормами, с приведением в соответствие нормы и ее реализации, собственно, как воспитательной, и, скажем, подготовка материала ситуации к этому восприятию новых норм. И когда мы говорим, схему трансляции норм реализации деятельности, наверное, уже все знают. И когда мы говорим об исследованиях в программе культурной политики, то больше всего или чаще всего, или упрощенно говоря, можно сформулировать это как исследование сопротивления материала. Причем материала разной природы, материала на разных уровнях. Заходите все уже быстренько. Материала, который находится в разных элементах схемы. Собственно, как в разных процессах, то есть материала трансляции, материала реализации, собственно, материала самой ситуации, как она есть. И эти исследования, они имеют несколько особенностей. Во-первых, что такое происходит? Люди все появляются. Откуда не возник? Во-первых, это определенность, или набор методов, которыми мы можем пользоваться, которыми позволяет пользоваться методологический подход. Это весь набор традиционных методов научных, физическими и математическими мы пользуемся реже, но в принципе все то, что связано, поскольку имеем дело с социальными ситуациями, и все, что связано с накопленным багажом социогуманитарного знания и методов социально-гуманитарных наук, оно, собственно, может быть использовано. Более того, поскольку методологический подход имеет схемы и возможность конфигурации разного рода знаний, то есть представления такого рода, которые позволяют не организовывать, как это называется, многодисциплинарные, полидисциплинарные и прочие разные исследования, а реально конфигурировать разного рода знания, полученные в разных предметностях, не знаю, в социологии, психологии, в политологии или еще где-нибудь, для решения, для понимания о предмете и конструирования такого образа предмета, который позволяет действие. В общем, мы имеем еще дополнительный инструментарий по работе с результатами, которые можно получить с применением обычных традиционных научных методов. И кроме этого, в своем арсенале мы имеем два специфических метода. Можно сказать, два специфических метода исследовательских. Один из них – это исследование действия, о котором я сегодня буду говорить подробнее. А второе – это организационно-деятельностные игры, которые, с одной стороны, имеют, не то чтобы исследовательскую составляющую, но дают богатые исследовательские возможности, а с другой стороны, в какой-то момент, или поставив правильную настройку, в принципе, тоже могут быть включены как один из таких очень жестких инструментов исследования действия. Но про исследовательский компонент или исследовательские возможности, которые дают УДИ, можно, наверное, прочитать в одной из книжек каких-нибудь наших, наверное, в базовом пособии по УДИ, которые писали Баталашская с Егоров. И более того, про игры мы будем рассказывать, поэтому сегодня я буду говорить про исследование действия. Вторая особенность исследования культурной политики, она такая более дающая нам, с одной стороны, серьезные преимущества, с другой стороны, несколько ограничивающая сферу распространения результатов наших исследований. Это нужно сразу понимать. Она состоит в том, что понятийный концептуальный аппарат, который разрабатывается для исследований, он разрабатывается в нашей исследовательской практике в связи и в соответствии с практическими задачами, которые решаются.
И это задает достаточно четкие границы ну, не знаю, употребления, осмысления и использования результатов этих исследований. То есть, как правило, они, ну, скажем так, верны с точностью до той задачи, исходя из которой ставились ну, вот, исследовательские какие-то вопросы, исследовательские проблемы. Работа с этими концептами может продолжаться, в другом зоологии продолжается, как правило. Как правило, эти концепты как бы приобретают ну, как-то там свою жизнь, но сама область применения этих результатов, она такова. Это дает очень сильное преимущество в смысле схватывания материала в ходе исследования, поскольку ну, как это, концепты, понятия – это такие ухваты, да, которыми можно работать для того, чтобы более точно, более адекватно ухватить там, предмет нашего исследования. И когда мы разрабатываем их в связи с этими практическими задачами, это как, ну, гораздо более точный, гораздо более хорошо настроенный инструмент. Но это ограничивает возможность распространения, ну и возможности расширения, распространения результатов этих исследований на, не знаю, на другие объекты, на более широкий объект. То есть в этом смысле они никогда не претендуют на, ну, не знаю, всеохватность, всеобщность, там, верность для любой другой ситуации или для любой другой практической задачи. Что, в общем, ну, задает вот такого рода ограничения. И третья особенность культурно-политических исследований, нашей исследовательской практики, она состоит в отношении к этим самим результатам, в использовании их, которые не являются самоценностью, ну, как, скажем так, окончательной, ну, даже не в смысле окончательной истины, но тем, что кладется на полочку. То есть результаты исследований в культурной политике – это то, что не является конечным продуктом процесса, а то, что является базой, основанием для следующих практических действий, а соответственно может быть верифицировано, фальсифицировано, проблематизировано и отвергнуто на следующем же этапе, если ну, те практические ходы, которые будут сконструированы на основании этих исследовательских результатов, покажут, что они были неверны. Это такие, ну, наверное, общая характеристика того, что мне кажется важным сказать об исследовательской практике как таковой. И если к этому нет вопросов, то я попробую, собственно, про метод исследования действия немножко рассказать более подробно. Как про... Ну что, нет вопросов? Про наш уникальный инструмент, которого больше ни у кого нет. У меня нет вопросов, но так как у меня плохо с гуманитарными науками, я просто половину плохо вас воспринимаю. И вот, если ты будешь чуть-чуть что-то, может, зарисовывать, даже я пойму чуть лучше, может быть. Но это не обязательно. Чуть-чуть что-нибудь зарисую, чуть-чуть потом. Не, подожди, а вот это самое, мне интересно, когда ты говоришь, у меня плохо с гуманитарными науками. Ну, то есть мне плохо с текстом, когда я вижу, допустим, какую-то схему, я легче ее воспринимаю. Я тогда помню, что значит гуманитарными науками, да. ты очень плохо с восприятием вербального Устная текста. речь. Да. Устной речь. Такое бывает. Ну, хорошо, пробуем что-нибудь. Ну, просто как бы проблемы с гуманитарными науками здесь не первоочередные проблемы, поскольку все-таки наши исследования это не наука, хотя чего-нибудь знать про гуманитарные знания, как минимум, было бы, конечно, неплохо. В том числе потому, что сам этот метод, про который я буду рассказывать, что такое метод? Что такое метод исследования? Это ты сейчас у себя спрашиваешь или у кого? Кого-нибудь спрашиваю. Кто-нибудь знает, что такое метод исследования? Зачем исследованию метод? Ну, это какой-то алгоритм действий, который может дать нам... Верификацию, либо классификацию какого-то там объекта, или там исследуемого материала, явления. Чего верификацию, классификацию еще раз? Исследуемого материала, либо явлений, которые мы хотим изучить. То есть это способ, ну вот это алгоритм, да, правильно сказал, с помощью которого мы... Ну, это больше, может, научный подход. Ну, нет, это дело не в научном подходе. В любом случае, это какая-то последовательность и
правила проведения каких-то операций, которые приводят нас к... Ну, то есть метод — это путь, по большому счету. Если мы говорим о методе исследования, то это значит, что это последовательность и правила операций, которые приводят нас к получению некого знания. И метод исследования действием является его разработкой, его появлением. Не знаю, является ли это ответом, но во всяком случае он отвечает, его особенности отвечают на некоторые острейшие проблемы, связанные с вообще методом исследования в гуманитаристике или там, в гуманитарных науках, в том смысле социальных наук, без понимания которых, в общем, наверное, не очень просто понять, зачем понадобилась такая странная вещь. И проблемы эти связаны, ну, если вы что-нибудь знаете об истории становления, выделения и становления гуманитарных наук, социальных наук, то знаете, что в какой-то момент... Кто-нибудь что-нибудь знает про историю становления и проблематизацию гуманитарных наук? Просто я боюсь, что вот Егоров. Этого мало. Я не смогу сейчас рассказать историю появления, поэтому что конкретно я хочу один... Нет, мне просто не очень нравится, как Оксана, ну, то есть, если вы что-нибудь знаете, то, а поскольку никто ничего не знает, то, в общем, сложно понять, в чем проблема. Знаете, то вы знаете, что в какой-то момент, Так. про который я сейчас расскажу. Ага. Если вы ничего не знаете, да, что было до этого, ну, как бы так оно и Сейчас останется. узнаете. Но про это Узнаете. я расскажу, про всю историю Да. рассказывать не буду, извините. В какой-то момент в осмыслении, в методологии, в этом смысле гуманитарных наук, шла война против объяснительного принципа знания, получаемых в гуманитарных науках. Это война, которая велась с двух фронтов, я бы сказала, как минимум с двух, которые важны нам и которые являются, ну там, скажем, столпами в каком-то смысле, китами, на которых держатся, проблемы которых решаются в том числе как бы вот этим самым нашим волшебным методом исследования действия. Первая война шла со стороны, ну, скажем так, это объяснение понимания versus объяснение. Это не зарисовка, конечно, но уже что-то. Ну, то есть, научное знание на каком-то этапе, в том числе как бы, знания о социуме, знания о духовных феноменах, знания о культуре, науки о культуре, они имели, знания, получаемые ими, имело объяснительный характер, то есть они объясняли какие-то вещи. И вот 19 век – это век методологических войн по этому поводу, и одна из претензий, одна из альтернатив, полагающая объяснительный характер знаний не релевантным в социальном гуманитарном знании, выдвигала установку на понимание. Это в первую очередь Дельтей, наверное, Вебер, можно туда же его зачислять, ну и потом все, что связано с культурой как диалогом, то есть буберовские, бахтиновские всякие вещи, которые вводили в том числе в методологию исследований, то есть в том числе в методический, вот этот измерительный аппарат, которым вообще можно чего-нибудь мерить и понимать про социальную и культурную реальность, методы понимания, герменевтические практики и так далее и тому подобное. И в этом смысле метод исследования действия наследует эту установку и имеет одним из своих базовых таких принципов эту установку на понимательный характер, на понимательную работу, а не на понимательный характер знаний. И вторая важная... Да. Я не считаю, Черка еще не до конца разумею разницу поміж этим двумя речами. Между объяснением и пониманием? Ты можешь провести исследование какого-нибудь объекта и объяснить
закономерности его существования, тенденции, существующие в нем и так далее и тому подобное. Что дальше? Ну, мне кажется, что это проще всего на субъект-объектную схему. Да? То есть вся наука всегда строилась на принципе объективности. Ну, классическая наука. Что там полагается некий объект. Да? Есть некий объект, лежащий вне, вне исследователя, и есть субъект его исследующий. Как бы объект не зависит от субъекта, в объекте текут некие законы, которые мы можем познать. И отношение исследовательское – это субъект-объектное отношение. То есть субъект исследует объект, накапливает там какие-то знания, и он никак не влияет на этот объект, ну, либо минимизирует свое влияние. А объект живет своей жизнью. И это, это объективное знание, а, соответственно, объясняющее знание. То есть объекты существуют сами по себе, внутри них существуют законы, мы эти законы можем познать, специально устанавливается этика и методология исследователя, которые приносят минимальное воздействие или вообще не производство этого воздействия и изучает. Да? У него есть метод свой, который позволяет ему это самое. Ты сейчас про понимание? Нет, это про объяснение. Это классическое представление о науке и о знании объективном. И главным этим самым это объективное, научно-объективное знание. Когда эти руки исследователя чисты, и он ничего не привнес, и все законы узнал. Но когда стали обсуждать культуру, человека и так далее, стало понятно, что как-то не так происходит отношение между субъектом и объектом. Да? Мало того, что невозможно, то есть там определенный тип объекта, это про момент войн, про который Оксана рассказывает. Они говорят, культуру так изучать нельзя, потому что вот здесь у нас текут объективные законы, а значит они универсальные. Грубо говоря, везде, вне зависимости от конкретного объекта, в нем текут универсальные законы, соответствующие природе. Да? А культура уникальная, а люди индивидуальные. И никаких универсальных законов нет. И тогда возникает другой тип отношения. Коммуникация объекта и субъекта. Понимание. Да? То есть понять, познать законы культуры конкретной, культуры невозможно. Но понять культуру можно. Но тогда ты вступаешь в отношения, и это совершенно другая этика, совершенно другой метод и так далее. И спор был в том, это, например, наука или нет, или это особая наука. Это были науки о природе, науки о культуре. Если там очень упрощенно, тогда мы берем индивидуальные объекты, индивидуальные, уникальные, по отношению к которым невозможно распространить универсальные законы, то надо какой-то другой метод. Или другое отношение исследовательское. И возникают науки, классификации. И понимание, оно подразумевает зворотную связь, наверное, не обовязково. Оно подразумевает отношения между. Оно подразумевает уже не независимость объекта, а взаимосвязанность. Например, то понимание, которое у тебя возникает, это твое понимание уникального объекта, а не универсальное объяснение. И там еще стоит вопрос о какое-то отношение к самому объекту. Да, и сколько там самого объекта, сколько там субъекта, и насколько это наука дальше уже. И насколько это знание является ценным знанием. Потому что до определенного момента ценным считается только это. Только так построено. Но в какой-то момент становится понятно, что на самом деле верхнего вообще почти не существует. То есть невозможно исследовать, не влияя на объект. В какой-то момент это становится понятно, в том числе естественникам, и научные люди, которые работают в естественных науках, физических и прочих разных, в общем, тоже начинают соображать, что не бывает не влияющего исследования, и в принципе даже дело не в влиянии, а дело в существовании мира, внешнего мира, вне положенного тебе, как такового, а не конструкта этого мира, который ты как-то имеешь, начиная его исследовать. Но это немножко другая тема, тем не менее.
второй еще принцип, который, в общем, тоже связан с, ну или там имеется истоками, наверное, в том числе вот эту как бы там дискуссию и понимание природы культуры, природы духовных социальных явлений, отличных от явлений, собственно, природных. Это принцип практики. Который, ну, вносится там уже скорее там марксистами и марксистами, но является уже таким этим крайним выражением там другого полюса той проблемы, про которую рассказывала Татьяна. Это, собственно, место и роли самого исследователя и его, ну, как-то его функции. Объективная наука, или наука, претендующая на объективность, в этой первой схемке как бы вне-положенности субъекта претендует на то, что исследователь и исследование – это особо образующая деятельность, которая вынесена за пределы, собственно, самого объекта. И более того, и в естественных науках, и в социогуманитарных достаточно долго и много работали с минимизацией влияния исследователя на объект исследования, с попыткой выработки такого рода способов, такого рода методов, такого рода способов измерения и изучения, которые позволяли бы быть максимально отстраненными от влияния на объект. Но, в общем, во-первых, это невозможно. Ну, а во-вторых, кроме этой невозможности, это, ну, как бы своего рода установка. Принцип практики в методе исследования действия заключается в том, что для того, чтобы получать адекватное знание о ситуации, нужно действовать в этой ситуации. Это значит, что, имея дело с практическими ситуациями или нуждаясь в знании о практических ситуациях, о ситуациях нашей практики, мы не можем удовлетворяться знанием, получаемым квазиобъективными методами, потому что, с одной стороны, это невозможно, с другой стороны, это не нужно, а должны входить в эту деятельность, производить там действия и эффективно снимать их результат. В принципе, в простоте в реализации, если так немножко попробовать упростительно рисовать, это выглядит примерно следующим образом. Имея исследовательскую задание. Андрей. Почему Андрей? Я хотела до того, как Оксана нарисует схему, рассказать историю. История. Можно? Ну, конечно. Работали мы с Оксаной в Институте социологии. Ну, в смысле, и я работала, изучала белорусскую идентичность. У меня была прекрасная научная руководительница, которая, ну, это, наверное, один из последних образцов был научного подхода, хорошей научной школы. Ну, реально хорошая научная школа с научным этосом, изучала национальную идентичность, начинала изучать в начале 90-х, когда это было, ну, самый пик. Она еще изучала белорусскую, литовскую, ну, то есть, вот самое такое, знаете, живое. И мы с ней, ну, очень много ругались и спорили, потому что, вот, ну, как бы она очень стремилась к, ну, как бы к этому вот научному этосу, да, и она говорила, надо очень аккуратно. Там люди орут, страшно. Ну, там Да, там насыщенно. такие эмоции. Это самое. И, ну, как бы, вот мы там что-нибудь, ну, проведем опрос, там, сделаем, ну, и потом пишем. И она говорит, Тань, вот так писать нельзя. Ну, потому что ты своими словами, ну, там, ты влияешь на ситуацию. Ну, мы же там не будем говорить, кто там читает эти журналы, чтобы я сильно влияла на ситуацию, ну, так или иначе, да. То есть ты можешь, интерпретируя какие-то там данные, да, ты можешь, ну, как бы внести, а тут такой тонкий момент, там, национальное, этническое, тонкие чувства, там, ну, все такое, можно вообще всю страну, конечно, всколыхнуть этим самым. Ну, как бы, так нельзя. И когда мы убирали все, что нельзя, по ее мнению, ну, по правильному научному мнению, то оставалось
вообще какая-то полная фигня. Ну, то есть, хоть ты вообще ничего не публикуй, а в лучшем случае цифры вообще без... Даже слова употреблять очень сложно, чтобы там как-нибудь... И когда, в общем, в конце концов, я еще не имела отношения к Панскевичу, ты понимаешь, что, и так нельзя, и по-другому, если ты начинаешь, формулировать там выводы, интерпретации, тогда ты должен нести какую-то ответственность, да? В смысле, решать, что ты это делаешь для чего-то. То есть ты своими интерпретациями совершаешь некое действие, а не находишь, как у нее было. Вот он меня сегодня спрашивает: так, Таня, вот идентичность, национальная, это все-таки на самом деле что? Что я ей говорила, что значит, что мы посчитаем, то и будет. То есть, что мы положим в качестве идентичности, потом мы за это ответим. Но она для них почти невозможная ситуация в смысле этой ответственности, потому что это ответственность практика. То есть это ответственность человека, который, что-то вбрасывает в общество, например, национальный разлад. И вот эта ситуация постоянного колебания, я помню, она меня очень сильно колебала. Меня доставала до такой степени, что, в общем, было понятно, что либо я должна занять какую-то политическую, практическую позицию, зная, что я делаю своими высказываниями, да, либо вообще ничего не делать. Потому что в этой теме, и в общем во всех остальных, я думаю, по большому счету, невозможно ничего написать. Так, чтобы ни за что не отвечать. И в этом смысле необходимость практики, это не то, что мы так, Маркса любим и придумали, да, а потому что, реально, либо ты безответственно это делаешь, либо ты должен вписать, себя в какую-то позицию и, в общем, уже действовать осмысленно. И вся проблематика... Чтобы изучить ситуацию, нужно быть активным участником этой ситуации? Нет, ты должен понимать, что как только ты ее изучаешь, и как только ты даешь интерпретации, да, даешь оценки, не в смысле плохое или хорошее, а хоть какие-то оценки, задаешь градацию оценок, даешь просто имена, да, ты уже делаешь действие. Да. И это действие социальное. Да? И тогда нужно вообще понимать, в какой-то позиции находишься, то есть что ты хочешь этим действием сделать. Изучить ситуацию я могу под этим действием? Смотри, изучить ситуацию, если, если ты просто хочешь, для чего ты ее хочешь изучить? Куда потом Если твои будешь данные? молчать потом, Чтобы да. понять. Как только ты изучил идентичность, ты изменил ее. Нет, понимаешь, с одной стороны, да, ты можешь Не, понятно, тихо что изучить, и любой социальный эксперимент, он формирующий, так или иначе. Но, да, и не только эксперимент. Ты знаешь, но им же можно заниматься с исследовательской позицией. Понимаешь, оказывается, что нельзя. Потому что ты категоризуешь ситуацию так или иначе. И ты, это... Просто когда люди боятся брать ответственность, то для них это звучит устрашающе. Как же так, мне придется называть, мне придется... это знаешь, это не просто страх взять ответственность на себя. Это определенный научный этос. Да? Это знание о том, что ты не имеешь права, то есть ты должен узнать, как оно есть на самом деле, а не что-то привнести. Но как только ты начинаешь давать имена, да, произносить эти имена, или для изучения ты, так или иначе, составляешь некие градации, да, типологии, ты вносишь в этот мир изменения. Зачем тогда ты пользуешься словом изучение? Ты говоришь конструирование чего-то, а не в изучении. Нет, ты конструируешь, у тебя конструируется мыслительная, ты сама, потом ты ее прикладываешь. Ты ведь тоже изучаешь на предмет адекватности. Изучаю то, что я сконструировал, получается. Это еще одна проблема, да, то есть вопрос в том, что, почти, действительно, это, отдельная проблема исследований, что, мы получаем... диалог с научным руководителем. Что такое идентичность? Идентичность — это то, что мы считаем идентичностью. Так получается, идентичность — это то, что мы сделали. И где есть исследование, и чего мы исследуем здесь? Когда я сама себе даю ответ на то, что, это не существующее в природе нечто, да, а то, что я полагаю. Да, я знаю, что я могу ошибаться, например, да, с материалом это может не соответствовать моему полаганию. Да, это одно дело. А другое дело, если я думаю, что я могу своими инструментами найти некую природную, природный экстракт. Да? В общем, это отдельный вопрос. Я просто про то, что... Когда ты говоришь идентичность, это то, что я считаю идентичностью, ты ошибаться не можешь, потому что ты не ищем сравнивать. Ты просто конструируешь некую идентичность. Как Нет, подожди, у меня есть моя конструкция, да, и есть материал. И, допустим, этот материал может очень сильно сопротивляться той конструкции, с которой я подхожу к нему.
Вот, ну, Оксана, наверное, потом там расскажет, например, там, есть такая конструкция, Запад и Восток Беларуси, там большая разница. Этой конструкцией пользуется много кто. Вот, но ее можно проверять. И она может, например, не срабатывать в некоторых там областях. Мы ее можем отбросить. Потому что как бы все равно материал есть, ну, в смысле, это человеческий Ну, материал. тогда получается, что отношений. решение о том, отбросить конструкцию или нет, мы принимаем только по мере возрастания сопротивления материала. В какой-то Да, момент да. сопротивления материала Да. становится нестерпимым, мы понимаем, что мы... Отчасти, да. Ну, в этом смысле, Да. как бы, если мы об Ну, исследовательской деятельности по-прежнему говорим, то понятно, что конструируются ну, вот эти вот, там, концепты, понятия и инструменты твоего исследования, они являются твоим конструктом. Но ведь ты дальше как бы, каким-то образом пытаешь померить мир этими конструктами. И дальше еще что-то делаешь с Вот мир это результатами тоже мой конструкт, на самом этого деле. измерения. Ну, Получается, да, что я конечно. исследую степень напряжения, Но объективная реальность существует. которая возникает при Да, сопротивлении поскольку материала. ну, я тут скорее сейчас не про это самое, а про вот это вот практическое отношение. То есть, ну вот, на мой взгляд, оно как бы рефлексивно, ну, если вы подходите к тому, чем вы занимаетесь, то, в общем, оно все равно возникает само по себе. То есть, само по себе, ну, требуется некое, там, определение собственной позиции и своего отношения к этому миру, который ты изучаешь. Ну, подожди, ну вот давай на примере. Ну, давай на Вот примере. с твоей этой гипотезой, что там между Западом и Востоком Беларуси, да, там существуют какие-то... Это не моя гипотеза. Ну да, это стандартный конструкт, Есть который используется. какая-то Да, гипотеза, что да. там есть отличия между Западом и Востоком Беларуси, да, но это гипотеза, под нее мы можем спланировать какое-то исследование, да, ну и как-то это дело проверить, да, вот где здесь, ну как-то моя позиция там или какое-то, не знаю, мое мнение относительно этого. Я хочу проверить, там есть или нет. Нет, вот так или нет. само мое решение, проверяние этой конструкции, Мгм. да, оно как бы оно может базироваться на, ну, например, там, моей практике. Я буду это использовать или нет. Мгм. Ну, в данном случае, когда мы это, ну, решили проверить, у нас, ну, как бы была там практическая задача, и мы просто, ну, понимали, что нам либо нужно знать, что надо работать в разных регионах по-разному, либо считать это как бы, ну, ложным конструктом или конструктом, не работающим в той сфере, в которой мы там, ну, его обсуждали. Например, мы там про сообщество говорили. И мы, когда нам все рассказывали, что, ну, как бы, все по-разному, мы подозреваем, что, ну, нет, не по-разному, одинаково. Но на самом деле оказалось, что по-разному. Ну, Ну, не по Западу и Востоку. Ну, не ну, совсем. да. Ну, ще ліпше розуміти, да, ось про те, що то, як ми типу, інтерпретуємо, це як ну, діяння з'являється, да, то... Да, и, ну, Да, и даже ну, просто- самовмешательство это действие, Ну, да. да. А ось ну, на конкретному прикладі, наприклад, ось Єгоров недавно там презентував там яке дослідження, яке там ЦЕТ робила, да? І ти можеш розказати, якби ось, ну, не на абстрактному прикладі, а на конкретному. Ось ви провели дослідження, його проінтерпретували, залили в душу там некой аудитории, и что вы в этом заявили? Ну, там, что планировалось в этом заявить? Ну, во-первых, не все исследования ЦЕТ, которые ЦЕТ делает, являются теми, ну, то есть исследованиями, Ну, которые... то есть Подожди, все. Британия сейчас, во-первых, утверждает, Я то, что говорю про принцип, никакое да? исследование, как бы социальное исследование, связанное с исследованием социальной реальности культуры, как минимум, Оно должно быть вписано в не практику. может быть, не может не Есть иметь практический практического рамок. характера. И исследователь, который что-нибудь исследует, обязательно должен иметь некое самоопределение в этой практике. Ну, оно не в смысле должно быть методом исследования действий, в смысле ты не обязательно должен куда-то ходить и что-то Я там про делать. это исследование действия. Не, мы сейчас пока про... Оно всегда вообще. имеет как бы практические рамки, начиная от, ну, не Ну, знаю, да. там, от постановки задачи и заканчивая, ну, как бы, которые Что как такое минимум, практические как минимум рамки, в материал. вашем понимании? И что является антонимом практически-теоретическое? Или вот, что значит практическое, что вы хотите тем самым ограничить? От чего? Нет, антонимом практического не может являться теоретическое. Ну, Абстрактное, скорее. натуралистический подход, да. Ну да, вот... Ну да, либо натуралистический, ну и в данном случае абстрактный, да. Короче, это практика по Марксу. Спасибо. Правильно? Еще хуже, еще хуже. Все стало на свои Ну вот, места. Не, ну вот Оксана там просто... Маркса мы уважаем, если вы Маркса ссылаете всегда, конечно. Там Оксана просто не, ну, до того, как она вводила вот этот принцип практики и категорию практики, она там проще все это объясняла, говоря о том, что исследование, результаты исследования, метод исследования, все, что ты делаешь в рамках смысла, осмысленно в рамках задач, которые выполняются.
И оно и достоверно с точностью до рамок самой задачи. Вот в плане того, что, ну, чисто такой пример, который ты просишь привести, если он еще нужен. Вот. Это такого рода вещи, что... Ну, вот исследование по солидарности у нас тут было недавно. Ну, вот исследование по солидарности, такое, вот, ну, может, для примера не очень хорошо. Ну, пример того, как приходят ко мне вот, экологи, да, ну, подожди, для объяснения просто там проще. И они формулируют некую задачу для меня, что нам необходимо, чтобы количество информации там, про всякие экологические вещи, в том числе там, про сложные, типа там, изменения климата и так далее, больше попадало на страницы средств массовой информации. У нас как бы есть подозрение, как бы, что как бы, это не происходит, потому что журналисты там, и там, редактора, как бы, они ни хрена не понимают, и вообще не хотят как бы, с нами взаимодействовать, да? Как бы, ну, вот, отвергают. И мы тогда как бы, идем и как бы, разговариваем с этими редакторами, как бы, журналистами, спрашивая у них, как бы, собственно, в чем как бы, причина этих отношений, как складываются их отношения с экологами, экологической информацией, почему они что-то печатают, не печатают, как они создают рейтинг тем, почему они считают, что это важно и не важно и так далее. И вот мы, как бы, понимая эту ситуацию, которая складывается в журналистском сообществе, потом говорим экологам, как бы, что ребята, вообще говоря, ситуация обстоит так, что они как бы очень лояльны, они как бы вас любят, там, да, экологию любят, птичек любят, природу, как бы, да, но мозги у них засолены как бы несколькими вещами, то есть, ну, вот, там, с одной стороны, они стремятся к там, рейтингу, там, с другой стороны, они думают про журналистику и миссию журналистики определенным образом, а с третьей стороны, они хотят печенье. Как бы, и поэтому мы говорим, вы идите и как бы, печеньки им дайте, как бы, ну и нет, ну в этом смысле результаты исследования, да, они вписаны в данном случае в практику того, кто заказывал. Практику. Они описывают мир вообще, журналистов вообще. Да, я ничего не могу сказать про журналистов вообще, про то, как бы правильно, в чем состоит истинное назначение медиа там, и так далее. Но зато я могу сказать, що їм делать? Ну, тут конкретне питання було, що інтерпретація дослідження там некая, это день, а інтерпретує дослідчик. Значить, якби дослідчик там здійснює день. Да. І ось у этом плані з екологами, який день ти совершив? Он им говорит, что делать. Да, такой кружок. Як ти прогуляв? Ну, сказал, что делать. Это... Дал категоризацию этих самых причин этого самого. Да, направил действия экологов. Я перестроил их деятельность в отношении белорусских средств массовой информации. Вот. Не, они, конечно, сначала никак бы не согласились. Как бы, пришлось их пинать больно, ногами в живот, ругаться там. Подождите, но вы же как бы исследовали редакторов, и вы уже действием исследования, вы с ними тоже что-то сделали. Конечно, ну, естественно. А это был как бы запланированный эффект? Или он... Ну, я так понимаю, что как бы здесь... Но в данном случае, смотри, вот этот субъект, то есть для меня, он вот в этом конкретном случае, когда я там, субъект как бы, исследования, у меня еще есть субъект с задачей, да, заказчик, субъект задачи. И вот мы выступаем такой сложной исследовательской в данном случае группой. То есть я их не отделяю в рамках постановки рамок исследования от самого себя как исследователя. То есть задачу в данном случае, деятельностную задачу, прежде всего удерживают они, как бы, да, но мне нужно стать на их позицию, взять себе эту задачу как бы, и реализовать ее в рамках исследований. И только в этом случае я могу им что-то порекомендовать. Так, а ти, як дослідчик, ось коли ти діяння здійсняв, ти просто рефлексував, що воно якби таким чином здійсняється, чи ти хотів його і здійснити, і то не буде тебе було в некотором сенсі сам это, умовно, поуправляйте якби кодом. Ну, ти бок.
Нет, Он сам стал экологом на время. не было цели, как бы самоцелью поуправлять экологом. У меня там другие цели стоят, в этом более высокого порядка. То есть мне как бы в этом месте интересует в целом продвижение вот этой, скажем так, как сказать, связки экрана и общественной деятельности, то есть отражение экраном общественной деятельности как таковой и обратно, адекватного его отражения. И экологи для меня как бы, в данном случае просто кейс, на котором это исследование нужно В развивать. этом смысле Егоров очень сложный случай, как бы плохой для всяких примеров, потому что у него это практические свои задачи и так далее и тому подобное. Но в принципе, как бы в чистоте вот эта вот схема заказа исследователя, да, которую как бы он рассказывает. Даже при разделенности. То есть экологи, они пришли к исследователям и сказали как бы исследователю исследование. Исследователь идет и исследует. Вроде бы как бы никакого этого самого. Но возникает вопрос. Вот у экологов Егоров заказ взял, а пришел к нему ГРСМ, попросил что-нибудь такое поисследовать, да, или там эти цитадели, например, да, или еще кто-нибудь. И дальше начинаются вопросы, Интересно было бы узнать, как он поступил. Дальше начинаются вопросы вот этой вот этики и этоса исследовательского, потому что по большому счету исследователь, который исследует себя, все что угодно, да, он имеет инструментарий, он умный, он академию закончил, у него как бы все. Он вообще должен быть безразличен к тому, на какие практические задачи, по идее, как бы, из каких практических задач исходят его исследовательские как бы, действия, по большому счету. Хотя, конечно, можно так поисследовать, чтобы все ему напортить. Это другой разговор. Но все равно это отношения. Да? Здесь там, хочешь, не хочешь, а рамку, не знаю, там, аксиологии, там, из собственного этого отношения, то есть собственной ценности, приемлемости, не морально-этической, потому что как бы, исследовательский метод, он, в общем, особенно безразличен к морали, в смысле, он сам уже имеет какие-то моральные температивы, которые другими вещами, в общем, как бы, как это личное, индивидуальное, практически. То есть, исходя из своих ценностей и своих, то есть ты не можешь не учитывать собственных ценностей и установок, даже в такой вот схеме как бы заказа, как бы практика исследователя, которые как бы разделены по позициям. В этом смысле это все равно, как бы, ты понимаешь, что и для кого и зачем ты делаешь, и какого рода изменения или на какого рода решения задач как бы направлены те результаты, которые ты в итоге получишь. Можно я попробую дать пример, заодно уточню, правильно не поняла, что до этого договорилась. В общем, меня недавно друг метролог грузил своей диссертацией, чтобы понять, насколько она понимаема. И вот он про измерение света. Вот. Ну и в общем, кроме того, что в принципе, как я поняла, что цветов не существует, да, и мы принимаем за... То есть мы договариваемся сейчас, поскольку мы можем измерить, но существует объективно в природе нечто, что создает у нас ощущение цветов и заставляет так их воспринимать. Соответственно, мы можем обозвать какую-то штуку из них условно идеально белым, поскольку у нас есть приборы, чтобы мы могли это померить. И чтобы выполнить определенную задачу для того-то вот сюда, мы будем дальше делать вот это исследование. То есть, и мы назовем это, что мы меряем цвет, да, но я правильно поняла, что ставится какая-то точка, рамка, в которой, вроде как что-то существует в объективной реальности, но когда мы делаем исследование, мы все равно его для себя, вот как говорили про то, что мы назовем идентичностью, мы назовем цветом вот это и будем дальше исследовать его, исходя из того, какой у нас доступ там, или какие к нему задачи и так далее. Правильно? Это в эту сторону? Это больше естественно. Да, это больше естественно. Я специально включилась на естественное, чтобы, мне кажется, там проще, потому что в гуманитарных, наверное, возникает очень много всякого. Да, просто с естественными там вопрос, в тот случай, про который говоришь, там вопрос договоренности, да, то есть при таком, я не помню, при определенном частоте, волне, или еще чего-то, мы это там назовем белым, да, но это конвенция. С идентичностью договариваются. Вот понимаешь, если ты откроешь что такое идентичность, там у тебя, 555 определений будет, да? И вот как поступают правильные ученые? Они садятся, анализируют эти определения и достают из них, анализируя эти определения, достают из них наиболее точное или наиболее широко схват, в общем, не имеющее вообще ничего. Вместо того, чтобы понимать собственную задачу и из этих выбирать или конструировать определение под задачу.
Это не, ну, как это не абстрактно, там, как назовем, так и будет, да? Ну, это как бы связано с некоторой, там, не знаю, там, установкой практической, деятельностной, идеологической, возможно, да? И когда это осознается, это становится нормально. Потому что, ну, если вы поинтересуетесь и посмотрите, особенно тупые последние там авторефераты вот, в социальных гуманитарных науках, там определение, это такое, как это, пылесос такой, да? Пылесос, который собирает в себя все предыдущие определения, чтобы типа более полно описать явление. Оно вообще никак не описывается. То есть это становится бессмысленная, ни к чему не годная хрень. Ну вот. И как бы и она не годная ни к объяснению, ни к пониманию, ни к какой-то практической деятельности. Ну, с естественными науками проще просто. Да ни хрена не Нет, проще. там одинаково. Где это тоже самое? Вот еще один момент. Ну, не то, чтобы еще один момент, просто то, что сейчас там Таня рассказывает про свою собственную тяжелую судьбу и вот эту Для этого я бросила академию. схему понимательных исследований и проблему там, социогуманитарных исследований, где объект функционален и он злонамерен по отношению к исследователю и исследователю, в этом смысле злонамерен по отношению к объекту, и они друг на друга взаимодействуют и так далее. Вот эта сама вот схема, в которой там разворачивается исследование, но не отменяет субъект-объектной схемы. То есть исследование можно строить и так. Можно. И вот, например, Таня, рассказывая про своего там, научного руководителя, в данном случае, рассказывает, что вот так человек строил как бы, эти исследования. И это был, между прочим, хороший ученый. И ну, как бы он получал в своих этих научных рамках свои себе научные результаты. Да. Только дальше эти научные результаты, как бы, они вот, ну, и ограничивалась их сфера практического применения и употребления исключительно как бы, коммуникации между такими же, как она, учеными. Ну, тогда она делала второе исследование, а не первое, если мы говорим, что были рамки, в которых это исследование ученые, как бы ученые, вот в этой схеме существует запрет на анализ субъектного как бы, отношений и научной деятельности как таковой. То есть ученый не может как бы, думать про то, что он своими научными средствами, которые у него есть, вырезает особый объект исследования из реальности. Да? Он не может про это думать, как бы, ну просто. Если он про это думает, он сразу же как бы, спускается в эту схему, у него появляется куча всяких сложностей. И он перестает работать в строго научной рамке. Но зато у них там есть куча там всяких защит, типа там валидности. Да. Это мощнейшая вещь. Ну, в смысле, наука сама по себе, как бы это, ну, как бы мощнейшая вещь, мощнейшее изобретение человечества. В смысле оснащенное. В смысле того... Точности методического оснащения, да, инструментария. Вот, ну, то есть там вся красота, ну, как бы мысли человеческой, да, и отточенности инструментов, она есть. Да, ну, она там на порядке выше, чем ну, вот, то, что есть в этих, ну, в исследовании действий, например, там, в понимании, да, потому что там не проверить ничего нельзя, не удостовериться, это твоя практика или нет, ты свои задачи решал или нет, ну, по крайней мере, сейчас. А там вся красота есть, но только она, ну, как бы имеет свои ограничения. Там есть читы, ну, то есть там есть, как бы, вот если так подумать, ну, может, неформально это с ученого, это совершить эволюцию в научном мире. А это как бы, она как раз, ну, выход за рамки парадигмы и, собственно, ну, как бы перевернуть все с ног на голову. И те же, ну, я не знаю, там, Нобелевская премия, это как такая лазейка, ну, то есть, как бы, стремление туда, оно, типа, ну, как бы, отрывает от научного сообщества. Ну, отрывает, но это может оставаться в рамках парадигмы научной все равно. Ну, в смысле, научного знания. А можно вопрос? Почему, когда у нас объект не злонамерен, то не проще происходит исследование? Ну, и я для себя хочу это. Ну, он не злонамерен, но оказывается, что исследователь все равно действует на него. Ну, в смысле, на объект.
Понимаешь? Ну, просто я сказала, что когда с естественными науками, то проще. Говорит, не проще. Тогда почему? Да? Он не злонамерен. С естественными науками проще, потому что объект не злонамерен, но вот этой вот границы просто все равно не существует между субъектом и объектом, ну, в смысле, непроходимо. В этом смысле, как бы это воздействие, оно все равно осуществляется. Да. И мало того, ну, объекта тоже нет. Ну, в смысле, природного объекта тоже нет. Как ну, объект полагается, да, объект все равно. полагается. Объект исследования он все равно полагается, а не существует как бы сам по себе в природе, как некоторое время принято было считать. И как некоторые до сих пор считают, например, про общество. В этом смысле говорю, что как бы его то есть не легче, да. Потому что в любом случае это специально организованная там, научная деятельность, которая позволяет нам выхватить из этого мира какой-то реально существующий объект. Вот если эта деятельность не организована определенным образом, то мы не можем поймать этот объект. Вот это как бы история с гравитационными волнами, которая сейчас разворачивается. Произошла. Там же Эйнштейн в общей теории относительности предсказал существование слабых взаимодействий гравитационных волн, и было это лет 100 назад. Да? И вот потребовалось 100 лет, когда ученые, как бы, в принципе, гипотетически предполагали их наличие, но не было достаточно развитых научных средств и организации, ну, просто инфраструктуры как бы, науки, физики, для того, чтобы поймать эти волны. И вот, наконец, они там построили эту фигню как бы, с этими лазерами как бы, хреновыми, и ждали, и поймали этот свой бум. Теперь надо еще раз догнать и проверить. Ну да, теперь они будут ловить второй раз, потому что один раз это мало. Но это зависит, то есть вот сам факт наличия этого объекта, как бы гравитационных волн. Ну, то есть, если бы Эйнштейн такой объект не положил, никто бы не стал его... Это раз. А два, как бы, если бы мы не развивали соответствующую инфраструктуру научной деятельности, то мы бы никогда этого кота как бы, не поймали. Понятно. А вот, ну, история, как бы, а в чем злонамеренность истории, если она уже как бы в прошлом? То есть как она, типа, с тобой в отношения входит? Тут по соседству зайди, они тебе расскажут, что история это объективная вещь. Нет, они там лупятся между собой, как бы. Так а ты сразу... И получается, что есть третий, как бы, в отношениях с историей. Подожди, история это вообще интерпретация. Прошлое и история это две большие разницы. Ну, я понимаю. 4 разных человека, как говорит Егор. Да. Совершенно разных человека. Ты в истории имеешь как бы тоже рефлексивность и злонамеренность как бы там людей, те, которые писали эту историю. Ну, это же не... Без злонамеренности именно писать. Ну, в общем, там хоть какая-нибудь намеренность должна быть. Материал, Ну, в таком плане, да. Другой как бы социальный материал, который, в общем, подлежит пониманию, контекстуализации и всему остальному. Вот про Кравцевича байка есть, например. То есть есть рефлексивные и нерефлексивные историки. И Кравцевич как-то рассказывал, ну, вот эти князья, имена дворских князей, там, ну, в дворском прочтении Миндауг, там, Кейстут, да, а в литовском прочтении там будет Миндаугас, там, Кейстутас. Да. А один из как бы, историков там, белорусских, он взял как бы, и стал писать без окончаний. Миндауга, Кейстута. Это стали эстонские книги. Да, и он как бы таким образом пытался как бы избавиться как бы, от того, чтобы национальные версии как бы, истории, чтобы язык, который он скажет, не влиял на то, чей это князь. Да? А Кравцевич, он в этом месте говорил, ну это же глупость, говорил он, что как бы, в принципе, создавая, изучая историю, мы в любом случае создаем национальный нарратив. И поэтому мы должны писать Миндауг, там, Кейстут. А они должны писать. Они там Миндаугас, да. Вот, в этом наша объективная история. В этом месте Кравцевич, он рефлексивный историк. Он понимает, куда потом эта история как бы употребляется, в какие контексты попадает. Не имеет этих иллюзий, что это такая правда на самом деле. Да, такая правда на самом деле. Там еще как бы... Ладно. Ну просто с историями там так, собственно... много зарубов тоже, там типа на счет национальная история, всемирная история, ну как бы, то есть какой нарратив. Конечно. Ты так им интересуешься или серьезно? Там просто есть, например, книжка этого Коллинга. Он там про вот как раз изменение парадигм интерпретации истории. Да. И
у этого Сагановича был этот сборник. Саганович сейчас курс читает, пытаясь рассказать про смену. Там был сборник текстов, где как раз была хорошая статья про вот эти парадигмальные изменения как бы в исторической науке, и как историки от понимания того, что они открывают настоящую историю, пришли к пониманию того, что они никогда не смогут открыть настоящую историю. А потом перешли к микроисториям и всяким разным. Я в прошлом году ходил там на всякие курсы по истории, как бы, и в целом как бы, от понятия объективной истории отказался. Я просто пытался сейчас ухватить злонамеренность истории. Вот, собственно, на истории во многом, и на представлениях об истории и появлялось вот это вот разделение на эти, о духе и о мире, да, потому что, очевидно, история не попадала в физику, да. При этом, стремилась быть наукой. Вот. И, у истории своя история переосмысления метода и работы. И там, очевидно, что она злонамеренна. В смысле, злонамерен субъект, который ее составляет. И она тоже в ответ. Потому что если считать это социальной все-таки, историю, как социальный нарратив, то, соответственно, злонамеренное общество в восприятии, принятии и так далее. Ужас. А вот скажите, пожалуйста, как можно, руководствуясь пониманием уникальности субъекта и уникальности практики, заниматься исследованиями не с нуля? Как возможно использовать чей-то другой опыт, который был накоплен в другой практике? Говорит Егоров в этом месте, рефлексивность должна сохраняться. Так же, как мы используем язык, да, или понятие, или еще что-то, наработанное другими, да. Мы все равно не с нуля живем. В общем, рефлексия. Про это ты потом будешь рассказать, если это не было пани? Это с наследчика. Мы уже сбили Оксану с плана, судя по всему. Было что-то в плане у меня рассказывать про это, но я чуть попозже когда к этому вернусь, скорее по какие-то там преодоления. Хотя, мы начали уже немножко про это, но мы все равно вернемся. Сейчас не просто. В принципе, все наши исследования, которые мы делаем, по крайней мере, про которые я знаю и могу что-нибудь понимать, что я сейчас сообразила, они строятся по двум принципиально разным схемам. Одну Егоров рассказывал на принципе с какими-нибудь экологами или еще что-нибудь, когда есть практические задачи, из которых берутся задачи исследовательские, потому что это задача разного типа, да, задача деятельностная и задача исследовательская. Потом результат исследования должен каким-то образом отвечать на эти задачи и позволять улучшение, осуществление и так далее с практикой. А метод исследования действием – это все наоборот. Не все наоборот, вернее, но во всяком случае это другая техника. Хотя принципиально, по основательным всяким вещам, наверное, отличается очень мало. Я помню, я как-то пыталась объяснять про этот метод на одном из курсов, которые в ведущем университете читала по методам, а поскольку до этого мы занимались всякими социальными методами, то обычно начиналось с того, что метод исследования действием очень похож на эксперимент и очень похож на наблюдение из тех методов, которые вы знаете. Но это совсем другое. И в таком техническом смысле это все выглядит достаточно просто. То есть формируется исследовательская задача. Формулируется исследовательская задача. Мы знаем про практику, которая стоит у нас здесь. Примерно так, как мы это обсуждаем. Это с вашими головами в некотором смысле в наших
В нашей практике, как правило, да, сросшиеся головами, в том смысле, что собранные, как правило, на одном человеческом материале, но, тем не менее, умеющие разделять свои материальные обстоятельства и переходить из позиции в позицию как бы, с сохранением рефлексии. То есть, условно говоря, формулируется исследовательская задача, которая, как мы уже как бы знаем, всегда практически чем-то фундирована, то есть отвечает на какие-то практические вопросы и проблемы. И для того, чтобы получить знания об решении этой задачи, нам нужно, человечество не получается все кривее и кривее, войти в ту сферу или ту область практики, про которую эта задача, к которой она относится, то есть, условно говоря, к нашему предмету подойти как близко, занять деятельностную позицию в какой-то структуре деятельности или в какой-то практической ситуации и осуществить там действие. В чем, то есть это позиция деятельности, а не исследовательская. Я не знаю, так ли это, но во всяком случае в зафиксированном виде первое исследование действием в культурной политике, то есть наше это самое, было осуществлено Мацкевичем в 95-м году, в 95-м же, да, выборы депутатов Верховного Совета. Они записывают. Боишься, что соседи будут как-то возмущаться, крикнуть? Рождаем сабли. Которая была связана с его попыткой понимания и установления того, чего происходит в Беларуси с демократией и с институтами демократии, с механизмами демократии. Там, поставив себе исследовательские задачи по этому поводу, он что сделал? Он пошел и зарегистрировался кандидатом на каком-то там, кто знает, каком округе, совершенно как бы без... Да ладно, черт знает, с Поздняком вместе. Бестолковом абсолютно округе. Не, наоборот, на самом белком, там, где был Поздняк. Мы сейчас про толковость поговорим отдельно. На каком-то округе и поучаствовал, то есть провел избирательную кампанию. То есть зарегистрировался кандидатом, провел предвыборную кампанию, там, набрал команду, там, со всеми как бы, там, исходящими, входящими и так далее действиями, поучаствовал в выборах, то есть занял позицию там, кандидата в этом процессе, кандидата-политика. Произвел как бы это действие, после чего вернулся в позицию исследовательскую и отрефлексировал, собственно, что? Собственное действие, те эффекты, барьеры, сопротивление материала и все такое, которое было встречено как бы по дороге, и все эти сферы, которые по дороге попались, и, собственно, получил в результате картинку, как бы исходную, то есть картинку представления о там, демократических институтах и их устройстве в Беларуси, то есть которые на самом деле не демократические. Вот, что здесь важно и принципиально, в смысле, например, в смысле округа, да, это то, что, чем, собственно говоря, исследование действия отличает, не знаю, просто от рефлексии деятельности, да, когда мы что-то себе делаем, потом как бы нормально рефлексируем то, что мы делаем, и дальше что-нибудь делаем с этим дальше. Во-первых, как бы постановка задачи и тем, что такого рода действия, оно ограничивается в том числе вот этим, как бы исследовательской добавкой. Вот Мацкевич когда-то в этой книжке, собственно, результаты этого исследования действия описаны в белорусской демократии вопреки очевидности, она, собственно, вся как раз и посвящена как бы этому ходу и такту. И там, когда он обсуждает одно из ограничений, которое связано с тем, что исследователь, в данном случае исследователь и политик, да, потому что это политическая практика, исследователь и политик в программировании действия, такого как выборы в депутаты, то есть подача в депутаты Верховного Совета,
Например, при выборе округа пользовались бы разными основаниями. И ни один здравомыслящий Мацкевич, который хотел бы попасть в депутаты Верховного Совета, не пошел бы на один округ с Поздняком. Ну, потому что, в общем, с политической, практической точки зрения это было достаточно глупо. Но с исследовательской точки зрения для него этот округ там обладал всеми этими нужными качествами. Поздняк в этом месте был плюсом этого округа, а не минусом, как исходя из политической позиции. То есть в этом смысле исследовательская задача некоторым образом определяет нашу, выбор обстоятельств этого практического действия. Но второй момент состоит в том, что, входя в деятельностную ситуацию, реализуя действия, мы не имеем отмазки исследовательской. И в этом смысле это связано с одним из вопросов исследовательского этоса. То есть, если ты пошел в депутаты Верховного Совета, будь добр участвовать в выборах депутатов Верховного Совета, а не изображать из себя исследователя и все такое. То есть это серьезная работа. И если тебя не выбрали, значит ты проиграл кампанию. Не в смысле ты провел исследование, а ты проиграл кампанию. Если бы Егоров, который рассказывал нам, как он был в Зубре, пошел исследовать действия Зубра, а потом увлекся деланием революции в стране, залетал на свои 15 суток во время этой практической деятельности, то, в общем, отмазываться тем, что он тут исследование проводит, а не революцию. Мне справку, я из научного производственного коллектива. В общем, он не может не перед белорусской милицией, не перед собой, что самое противное. Да? То есть в этом смысле в логике и в этой исследовании действия это практическое действие и этот ход или этап, он имеет всю полноту и всю ответственность деятеля. Осуществляя такого рода действия, вы становитесь деятелем не понарошку, не играючись, а всерьез. Как совмещаются эти установки? Мне непонятно про оправдание Егорова. Он... Ответ прошу, рефлексия должна сохраняться, да. Он пошел в Зубр для того, чтобы исследовать ситуацию. Он участвовал в деятельности Зубра, и, судя по тому, что Зубр развалился, то, в общем-то, успеха эта деятельность не имела. И Егоров все говорит, зато исследовал ситуацию, все нормально. Я, в общем-то, выполнил свою задачу. Смотри, он может говорить, во-первых, он не исследовал, как выяснилось, он же забыл. Как мы выяснили, он забыл, да. Если бы у него не было склероза, и это все сохранялось. Конечно, речь не о реальном Егорове из задач. Так вот, если бы у Егорова из задачи, рефлексия сохранялась, он помнил в течение этого года, чем он занимается, то это значит, что, выйдя через год из этой ситуации, он мог бы получить исследовательский результат. Получить, оформить, использовать дальше. Но это никак не отменяет ситуации того, что Зубр проиграл, в смысле, что революция провалилась, что Зубр развалился, хотя Егоров из задачи говорит, что, возможно, это наоборот хорошо, что он разошелся, в смысле, это было, по крайней мере, честным и не создавало этих самых. Но сама ситуация политического действия Зубра и Егорова в нем, да, была проиграна. Егоров, как участник активного движения, проиграл. И в биографии Егорова это позорный момент. Да. Точно так же, как... И когда он будет баллотироваться на президента, это черное пятно будет... Акела промахнулся. Мы его вспомним. Вы говорите, что за одного небитого... Может и так говорить, да. Да, все, что у нас не бывает делать сильнее, это все решение для себя, и это все понятно. Но, тем не менее, это очень тонкий и очень важный момент, я на нем не случайно останавливаюсь, который отличает в том числе уже этос и этику исследовательской деятельности, этику исследования действием от таких научных, квазинаучных методов, как эксперименты, наблюдения и прочие разные, которые по технике, по реализации, в принципе, где-то бывают иногда похожи. Это снимает вопросы ответственности исследователя и ставит вопросы ответственности ставит вопросы исследователя, вопросы ответственности практика. И в этом смысле, приступая или задумывая такого рода исследования, всегда очень точная, четкая и подробная работа ведется с самоопределением.
то есть самоопределением исследовательско-практическим, да, для того, чтобы, ну, во-первых, понимать, ну, во-первых, разделять как бы исследовательскую практическую область, во-вторых, как бы точно знать, ну, там, границы своей деятельности, границы своей ответственности и, в общем, возможные ходы, ну, которые можно сделать только как бы имея, ну, вот, практическую ответственность. И чего происходит дальше? То есть, ну, что еще важно, что это не является окончанием исследования действием, то есть получив, рефлексивно как бы сняв результаты своего действия, рефлексировав как бы там все барьеры, материалы и все такое, то, что встречено было по пути, получив некоторое знание, новое знание о ситуации нашего действия, оно некоторым образом оформляется. Возможно, ну, то есть это могут быть разные, в зависимости от того, чем мы исследуем, могут быть разные формы, тем не менее, но оформляется в рамках той задачи, которую мы там ставили предварительно. И что дальше происходит? Дальше начинается велосипед. И становится руководством к действию в следующей ситуации. История бесконечная. Ну, то есть, либо мы продолжаем исследовать, ну, если нам нужно, мы продолжаем, оформляем это в знание, которое требует дальше исследовательской проверки, дальше как бы исследования действием, либо в знание, которое пригодно для практической реализации с нашей точки зрения, и дальше практика, которая, как известно, является критерием истинности, либо фальсифицирует наши знания, либо скажет, что мы получили как бы правильное и нужное результаты. Вот. В техническом плане это выглядит примерно так. По-моему, очень просто. Знаешь, что самое забавное, что вот я вот слушаю, и вот эти вот как бы страдания по поводу там объекта, там это соисследователя, они, по-моему, существуют только вот в таком научном, околонаучном мире. Ну вот если взять другую сферу, например, армию и войну, ну там есть вот разведка боем. Да, разведка боем это как раз... И там они не задаются таким вопросом, я просто разведчик, главное ничего тут никого не убить из врагов, понимаешь, случайно. То есть они выполняют задачу всегда боевую, и если надо, убьют, не надо, я тебе поэтому и говорю, что в принципе как бы исследование действия, ну или как бы такого рода как бы вообще подход к исследованию, он снимает страдания исследователя по поводу воздействия на объект. Но при этом ты понимаешь, что разведка боем может закончиться твоей смертью. Правильно? Потому что как ты можешь кого-нибудь убить и не страдать особенно по этому поводу, так тебя замочат, в общем, без особенного этого самого. И никаких этих самых, и никаких отмазок про разведку у тебя в этом месте как бы не будет. Ты не сможешь сказать, я тут не воевать с вами пришел, я хотел просто узнать, у вас тут что, как бы, это боевая позиция или просто как бы что-нибудь. Савченко сейчас судят за то, что якобы наводила снаряды, там, и, типа отмазаться не может. Там просто меняется типа наводчик. тип ответственности. То есть, когда ты, то есть вот эти этические проблемы воздействия на объект, они заменяются этикой, присущей конкретному типу деятельностной ситуации, ну и той позиции, в которую ты входишь как исследователь, раз, а два, у тебя все равно остаются этические, исследовательские заморочки. То есть как исследователь ты все равно должен держаться в рамках метода, там, определенной там строгости. Я, например, не очень знаю, как там разведчики поступают, просто, поскольку думаю, что у них тоже есть определенные там как бы методические указания по поводу, например, там определение того, что есть, как оно есть там, да, то есть наверняка это все существует. Это прагматика, в смысле прагматика и методическая освещенность исследователя. То есть это как бы исследовательская рациональность скорее. То есть ты формулируя исследовательские задачи, и, например, переводя их находя способ их решения как бы через либо организацию, либо вхождение в какую-то там эту деятельностную ситуацию. Ты просто проверяешь на соответствие. Тебе этот ход, тебе это движение, оно вообще даст ли тебе то знание или ответ на те вопросы, или решение тех проблем, которые у тебя в исследовательской задаче сформулированы. И здесь как раз этических особенно моментов нету, а есть моменты понимания того, чего тебе надо и как ты можешь это получить. Там вот есть, если продолжать
эту аналогию с разведкой боем, да, и ну, некой там, общей практикой, в которую там, это исследование встраивается, то вот почему тут все-таки ну, как бы мы рассуждаем про, ну, отталкиваясь от научного метода и его развития, да, потому что чем больше практика, ну, чем шире практика, тем важнее становится не только само действие, но и описание, ну вот это, как это, исследовательское описание, да. И, например, если там, ну, Мацкевич сходил в депутаты, и, ну, это само по себе действие имело там малый эффект, то, например, описание политической системы, ну, предполагается, что оно как бы должно быть дано таким языком, которое бы стало основанием для действий, ну, достаточно широкого круга, практического широкого круга. И тогда здесь, ну, возникает вот это, ну, то есть ты не просто исследуешь для конкретного ответного удара, там, да, ну, прямо здесь и сейчас, и тебе, ну, твой инструментарий, там, твои там, концепты, с помощью которых ты схватываешь ситуацию, они, ну, должны быть понятны там, узкому кругу командного состава. Да? А, ну, как бы так или иначе, ну, некая универсализация есть. Поэтому тут все равно это, ну, как бы восходит к этому научному методу, который пытается, ну, дать некое описание мира, хоть и в рамках практики. Тут возникает питание, что там в конкретних ситуаціях першісно. Ну, типа, чоловік як практик, чоловік як дослідчик. Тобто, ну, можна уявити якби дві різні ситуації. Да, и можно по-разному акценты ставить. Ну, да, тому... По ходу практика первично всегда. Да нет, ты можешь быть доследчиком. Ты доследчик, как бы, это твое самовозначение фактично. Вот это аутичная условленная практика. Аутичное самовозначение. Ну, да не аутичное, это ты ж российские методологии. По великому рахунку, яны, ну, так само, коли, допустим, их юзают, як такую сервисную структуру. Моя рація. В сенсі, що подвоєність самовизначення не існує. Тобто там з тим самим прикладом Мацкевича з задачею і вибором округи, по якій він балотується. Да? Что, в принципе, выбор этой округи с Поздняком диктовался доследческими задачами. Он же перед этим был практиком, то есть он перед тем, как он себе задачу как доследчик поставил. Ну да. То есть она сама, что ли, родилась, он с ней как бы родился, он же пришел в головой с практической задачей, он уже имел задачу до того, как стал доследчиком. Нет, в этом смысле я соглашусь, что там практическая задача первична, как бы в цикле, в выделенном цикле, как бы практическая задача диктует как бы исследователь. Я про момент, ну, что я в каждом конкретном моменте, как бы с этой развилки там, ситуации самовизначения, ты мусишь визначаться, альбо як дослідчик, Ну да, это зрозуміло. Я имею на увазі то, что в принципе может быть ситуация, когда человек, ну, просто доследчик, я не знаю, там, профессия такая, доследчик, а я доследчик такого, доследчик денег. То есть он не все зробил, продоследовал, там, не знаю, отдал ему заказчику и все. Ні, гляди, коли ти там робиш дослідження діянням, ти вступаєш у стосунки з людьми, у практичні і політичні стосунки. І потім ти не можеш віддати свої виники, бо ці стосунки у тебе залишаються. Ось ми там про... Я тут просто как бы больше развивал. Ты все равно скорее как бы про этот уровень осуществления как бы самого действия. По большому счету представить себе существование, ну как это, отдельно человека в этом смысле, да, который удерживает исследовательскую эту самую как бы линию в этом штуке, это можно. Тут про особистий інтерес. Ну, тогда это не Коли следовательство. зацікавленість особиста. Ну, коли у чоловіка є практичні мети перед розслідуванням. Потому что нельзя. Деятельность имеет такое свойство поглощать всяческую рефлексию. Но это в одном из любимых афоризмов Мацкевича: нельзя любить и наблюдать себя любящим. Слушай, ну как бы при возможности как бы коллективной рефлексии, как бы ты можешь рефлексировать как бы действия. Это организация самого процесса. То есть исследование действием у тебя сохраняются вот эти как бы два уровня. То есть рефлексивный уровень и как бы, уровень ситуации. И только за счет того, что ты входишь в ситуацию деятельности, выходишь на рефлексивный уровень, у тебя эта рефлексивность сохраняется. Да, согласна. И как бы Мацкевич, в принципе, в этой же книжке он обсуждает
сложность того, что на одном человеке схлопывается практическая исследовательская задача. И в принципе, говорит он, в нормальной ситуации лучше это разводить, просто у него не было возможности это разводить. Да? А чем это чревато, уже на Егорове из задачи видно. То есть ты в эту ситуацию попадаешь, и уже никакой рефлексии, ты там себе движешься в этой деятельности и как бы никак не выныриваешь в рефлексивную ситуацию. Ну или потом об стенку бах, как бы. Да. Рефлексируешь, когда выплывешь. Да. Вот чем еще, ну не знаю, для меня, да, например, наш подход с этим исследованием действием, он хорош, да, что ты в такого рода исследованиях ты можешь получить знания о том, о чем ты не можешь их получить другим способом. Ну, то есть знания, грубо говоря, знания реакции материала. Да? Одно дело, ты там приходишь к человеку, с ним там можешь разговаривать там сколько угодно, задавать там всякие разнообразные каверзные вопросы, наблюдать там, наверное, небольшое количество времени. Да? И ты получаешь одно, но когда ты совершаешь некое действие по отношению к нему и получаешь реакцию, это совсем другое. Я просто помню из наших поездок в эти малые города, забыла какой город, там был прекрасный человек, такой краевед, у него там такой музей, и в общем безумно активный человек, вообще, сама активность, там ему что-то переводят, и он говорит, вот, только не хватает вот там мне, чтобы там издать книгу, там что-то перевести, и вокруг этого вот чего не хватает, чтобы все закрутилось, строится вся его, все его описание мира, да, на что мы ему тут же предлагаем. Давайте, давайте мы сейчас тут мы найдем средства, и он говорит, знаете, понимаете, и и все понятно. То есть если бы мы не сделали ему это предложение, а оно ответственное, потому что если бы он его принял, нам бы пришлось включаться в этот процесс, то мы бы так и думали, что ситуация состоит в том, что есть активный человек и есть препятствия. Но оказывается препятствия другого типа. Да? И так много во всем там, или с этим Мстиславским фестом, да? Но как только ты это действие совершаешь, ты получаешь уникальные данные, но ты уже влипаешь в деятельность. Влипаешь в отношения, влипаешь в ответственность, да, и то есть тут... Нет, тоже хорошее, С точки зрения Эдоса, предложить ему средства на издание книги, если бы он сказал, да, окей, давайте, мы уже не можем повернуть назад. Да, сказать, конечно. А мы проверяли. Да, знаешь, у нас был эксперимент. Знаете, мы хотели... Спасибо за участие, да, вот вам матрешка. Да, вас снимает скрытая камера и все такое. Не, вообще такие нормальные ученые, они такими вещами забавлялись. Нет, так это почему есть запрет на эксперименты в... То же самое Милграм, да. Или там, Милграм там это такие жесткие последствия были, а вот Курт Левин, он просто забавлялся таким образом с людьми. Он там изучал, например, как человек ведет себя в физическом окружении. Там звал своего ассистента, на серьезный разговор. Ассистент заходил, в это время Курт Левин быстро бежал наверх, смотреть на комнату, смотреть, что он делает. При этом вот таким образом наблюдал. Человек не был предупрежден, он участвует в эксперименте. Правильно, что ты его предупредил? Он так себе выбирать. У Мацкевича в книжке «Полемические этюды» есть такая схемка, колесико, как крутится при естественных исследованиях, и в обратную сторону про исследование действий. Но я ее вспомнить не могу. Я не могу вспомнить. Ну ладно, это не важно. Ну что там вначале там есть гипотеза, то ли идеальный объект? Да, там есть концепт или идеальный объект, потом строится процедура, потом идет проверка, потом идет оформление. Да? А в социально-технических, инженерных или деятельностных исследованиях сначала выстраивается процедура, потом из нее получается исследование, потом концептуализируется это самое, потом возникает технология. То есть наоборот. Да? В обратном порядке. Но там в книжке, насколько я помню, неправильно стрелочки расставлены. Это специально для...
проверить, как Да, ты проверить, понимаешь ты что-нибудь или нет. Если ты не возмущен, то значит ты ничего не понял. Ну, тот самый. Есть еще один момент, который я бы обозначила. Можно куда-нибудь еще дальше идти. вот Да. этому про етос, да? То есть, коли я питав про етос, то тут мені ще цікавило більш така, ну, каштовностне питання, ну, в яким плані? Ось у меня есть такой метод для разумения, сейчас я его применяю, довести там до крайности нечто, да? И ось, можно довести себе ситуацию, ось Егор вчера рассказывал после семинара про такую экономичную, там, типа, деспотию, да, там, типа, не знаю, там, диктатуру экономичную. По великому рахунку, коли есть там такой антиутопич в некой краине, есть некое такое згуртование там доследчиков, и коли они воспринимают это как, типа, ну, свою интерпретацию як дзеяння, то в некотором сенсі вони можуть створити таку, ну, дослідчу диктатуру. Тобто в некотором сенсі вони якби таке, ну, это перекликається з тим наративом там, интерпретации истории и так далее, тобто любой там факт, и они могут якби интерпретировать. Ну, конечно. Там, не знаю, там экономичную ситуацию они по-своему интерпретують, там экологичную по-своему, там, ну, як там выгодно, допустим, им. І тоді питання ось етоса возникає якби, а ось, ну, мовчимо есть якби дослідчики-мудаки і дослідчики якби з коштовностями некими близькими там до мене. Вот. И Как найти и уничтожить врагов? ну, и тут как минимум там про достичь человечества одно, а як типа, ну, волю там идентификовать. Там стоїш, там, видите, всякі юморини, там, ось британські науковці кажуть так, там, то кажуть так, якби, ну, розні такі. И... Согласись, что потому что говорят британские ученые, совершенно понятно, что они делают, правда? Ну там-то да. Методичка потрібна, як ідентифікувати мудака. Ну, Понятно, у тим плані, у тим ліку. Тобто, ну, є різні дослідчики, і вони якби там... Ты сам сказал, похож на тебя. Ні, ну ти ж сам проводив приклад російських методолог. Ну, які у сенсі там праці з Україною там, і там, створенням концепту руського світу і так далі. Я бы мудаки. Тобто, комуна, ось ми, є, типа, там, особа дослідчика, а є його, якби, типа, виник праці, да? По великому рахунку, по самому винику праці ми не можемо нічого сказати про, чи можна довіряти. І треба... Ну, не завсёды. В смысле? Чему? Подожди, чему доверять? Ні, ну, Да, його інтерпретація. я в этом сенсі бачу ось яку штуку. Это парадокс Дмитрия Крука. Экономиста. Я рассказываю. Экономист классный, один из лучших экономистов Беларуси. Он в какой-то момент затевает такую ерунду, как интернет-движение. Я вам тогда рассказывал, где в этом интернет-движении они там, этот форум эти называются «Маскевич, будущий президент Республики Беларусь». Да. И все это по-серьезному так раскручивается в этом деле, но это один из элементов исследования действия. Ну, в принципе, общего подхода к тому, как мы работаем, да, в культурно-политических отношениях. В любой там, деятельностной реальности мы работаем через этот метод, если нам нужны какие-то знания. И вот это действие в интернете, которое организуется. И как бы Дима, он наблюдает это действие в интернете и верит как бы, в это действие как совершенно реальное действие, да, которое осуществляется. Но верит он в него как бы, в реальное гораздо больше, как бы, чем сам деятель в этом месте, который в какой-то момент, там, поняв, что это безнадежно, например, может от него отказаться, да, как бы, и выйти. Но возникает эта ситуация, когда человек действительно может воспринять подобного рода поведение как кидалово, да. Ты, Маскевич, мне пообещал, что президента пойдешь, и не пошел, как бы. Но это те риски, которые несет деятель, вступая в отношения с другими в этой деятельностной ситуации. И да, Маскевич в этом месте для Димы мудак, ну да. Нет, так про деятеля это И зрозумело. все, он потерял Крука как своего возможного... Так, а я с позиции Крука. Так, с позиции ну, деятеля там, своего там, отказывать я типа разумею. А ось з позиции ну, Крука, там, там его, які якби... Ну, я понимаю, что ты находишься в этом же парадоксе, что и Дима. Ну, в данном ну, так якби, ну ти його описав, тобто я його і так зрозумів. А як бути?
Только ён пытаецца Кому- кому глядзець глядзець? не на дзеці, разумееш, ён Обижаться на Мацкевича. і не Ну, гэтым пытаецца суаднесціць. І ён глядзіць на нейкіх даследчыкаў, то бок на нейкі, ну, на тых, хто пазіцыянуе як даследчыкі сабе. Я так разумею? Ну, допустим, Ці да. што? Ну, ты, блин. Не, я такие... Я что там выбираю из доследчиков? В исследовании действия не бывает. Ну, как бы, реальность исследования в данном случае не является первичной реальностью абсолютно. Как бы, реальность практики и реальность исследования, они как минимум сосуществуют, В смысле, вообще, как да, максимум говорите, практика исследовать. первична. Ну, тут Да. ты в кучу И сейчас смешали. надо в этом месте разбираться. Не, было. подожди, так Не вот, ну. Диме надо было разбираться не с конкретным локальным действием, которое осуществляется форумом. сейчас на этом форуме Мацкевич, будущий президент Республики Вой, а с культурной политикой, которую А что он Мацкевич делает? не Вот прямо сейчас? скрывает, как бы не прячет никуда, декларирует. Только почему-то как бы в этом моменте как бы человек выбирает одну реальность как первичную, но игнорирует вторую. И с Мацкевичем постоянно такая фигня случается. Так, а он дело, наверное, у самого это с доследчика. Ну, Ну нет, обиделся он, Не, как гражданин. обиделся. Ну, как нормально. И я, в принципе, его как бы в этом месте очень хорошо Я тоже понимаю. обиделась, пару месяцев ходила обиженная. И такого рода ситуации, ну, они случаются. Не, ну когда он сказал, что а теперь все, а теперь мы едем на игру, то да, это было, ну это был шок для большинства, кто это самое. То есть нас тут кинули. Да, мы тут все дружно спорили, воевали друг с другом Знаешь, за я не то. знаю, как тебе быть. Ну, я не знаю, как быть И дальше ты как бы уже самоопределяешься. которая, могу говорить, надо разбираться с практикой другого там, человека или команды, которая тебя представляет во всей ее полноте. Ну, И если ты не можешь с этим разобраться, то это твои проблемы. Я ж кажу, там, по виніку самого дослідження, ну, нельзя зробити якби виснову про Ну, там самого дослідчика. Там, ті, Нет, подожди, ті- здесь такой же пример здесь в не книжке. к результатам исследования, да, ты можешь относиться. Здесь ты к действию. Ну, про что Андрей рассказал. Ну, про, там некий Во всей его полноте, я бы Вспомни, сказал. что было с нашей книжкой про сообщество. Ну, вот да, Вот книжка по сообществам это такой этот самый, очень хороший кейс. кейс или пример Ну, того, вообще про города. про что ты сейчас говоришь. Но про города, мне кажется, немножко другая история. Нет, ты просто не читала рецензии. А я их читала. Ну, да, В принципе, с некоторые. пониманием, в общем, да, тоже это самое. То есть, как бы это оформленные там, ну, как бы некоторым образом результаты вот такой, ну, как бы такой вот исследовательской, практической как бы работы, да, исследовательской. И хорошо оформленные, чего уж там, но воспринимаются они, ну, то есть вот человек берет как бы эту штуку, читает книжку и относится к ней как к, не знаю, академическому тексту, как к традиционному исследованию, как к рассказу про сообщество, Как они есть на самом деле. всегда и везде, например, ну или там хотя бы, ну вот вообще здесь, как бы, или еще чего-нибудь. И начинает спорить как бы с фантомами, да, ну то есть как бы выдвигать критику к несуществующему тексту, потому что этот текст не существует вне практических задач и практических рамок, которые поставлены и обозначены в введении, там, в описании проблемы, способа постановки проблемы, в описании как бы метода, как бы там, пусть и короткого, но тем не менее, имеет как бы кучу отсылок, при ну, как это, внимательном отношении к которым можно разобраться с этим текстом, то есть можно понять его так, как его нужно понимать, а не так, как ты привык. Ты можешь записать основу, что я- книжки нельзя по одной продавать, треба одразу. Это не важно. Это не имеет значения. Подожди, смотри, с этой одной книжкой все-таки я нашел этот этический момент, связанный с этим исследованием, действием и скорее с экспонированием вот этих результатов исследования действия. Ну. В экспонировании этих результатов ответственность, в общем-то, человека, действующего таким образом, состоит в экспликации своих Да. оснований. Позиции, да. Да. То есть, в принципе, он должен объяснить, что он делал, почему он это делал, с какой позиции он исходил, какие рамки были Какой прагматики, практического каких порядка, да. какая прагматика. И поэтому вот в этой книжке «Белорусская демократия вопреки очевидности» там три введения, да, и где одно из введений конкретно описывает ситуацию исследователя.
И вот это вот, ну, в принципе, в текстах, которые мы дальше пишем, это практически норма, которая задается, что ты всегда вводишь вот эти практические рамки. Чего ты это пишешь, из каких задач ты исследуешь. Одно введение описывает этого субъекта, одно вот это и одно... Да, ситуацию, в которой ты там действуешь. То есть если человек как бы производит исследование действия, но он в этом не признался, то как бы вот он только сам манипулирование, знает, да? да? Да. Ну, то есть с нашей точки зрения, ну, то есть, я в этом месте, если говорю про аналитический текст, я говорю, что если основания цели исследователя не эксплицированы, не показаны прямо в тексте очевидным образом, то это говно, а не аналитика. Вот так вот. Ну, просто хотя бы потому, что ты, прочитав это, не знаешь, в какой ситуации и для чего это применимо. Это был такой анекдот. Чапаев такой: приборы 120. Что 120? А что приборы, да. Так, ситуация вот эта с Маскевичем, который сказал, что я не буду участвовать, то же самое практически, когда с написанием книги. Предложили, давайте мы дадим денег, вы книгу напечатаете. Вот. А если человек согласился, а вот то же самое, он могли бы покатиться на попятную и объяснить ему вот этими вот... Это как бы кидалово. Так, а в чем Ну, то же самое, по-моему, ситуация на... Я тоже не вижу различия. В чем ситуация? Ну, ситуация... Ну, Маскевич говорит, что я пойду в президенты, Да. потом говорит, я не пойду в президенты. То есть, Он декларировал, что я написал вашу книгу, вам дам денег, а потом нет, это было... Нет, ну, на самом деле Маскевич там не говорил, что он пойдет в президенты. Сопротивлялся, когда это говорили другие. Он не сопротивлялся, когда это действие можно было так понять. Но как бы любой человек, который объявил, что он пошел в президенты на определенном этапе как бы своих действий, может сказать: все, я больше дальше не иду. Не, ну да. Не, и это, и его как это... Сказать он может, но это же вопреки этосу получается. Почему вопреки этосу? Каждый президент может уйти из гонки. Нет, но при условии, что он сказал, я иду в президенты, Да. началась кампания, Да. Ну, А потом передумал. он сказал, передумал. Но Да. это та же ситуация, что Мне мне нужно денег, чтобы писать книгу. Я дам тебе денег, чтобы писать книгу, ты ее издашь? Да, давай деньги, нет, я не дам. Не, подождите, Не, когда подождите, я там- иду в президенты, до сих пор как бы декларирую, что я иду в президенты и вступаю в президентскую кампанию, в данном случае как бы я объявляю как бы то, что я буду делать, и другие вольны выбирать свое отношение ко мне. В ситуации, когда я говорю, спрашиваешь, ну как бы вступай в определенные отношения с человеком, как бы хочешь, я тебе дам денег, как бы вот на конфету, как хочешь конфету, хочу, а нету. Как бы, да. Не, при этом, это когда я рассказала- разные способы, в разные деятельностные ситуации, разные способы. Я понял, может, о чем ты отношений. говоришь. Если он говорит, что я не буду участвовать в кампании, потому что как кандидат в президенты я Да. понял, что я, Да. по Да. каким-то причинам Да. нет шансов, Да. там, хочу сберечь ресурсы, Да. что-то такое. Да. Ну и потом... В этой ситуации Но он- с форумами и с Маскевичем там была как раз вот эта штука, да, то есть мы прошли эти форумы, там, провели игру, как бы пытались вести переговоры с кандидатами, как бы провалились в этих переговорах. Ну и Маскевич оказался в ситуации, что как бы либо он должен, ну, несмотря на то, что нету ресурсов, нету поддержки, как бы нету союзников и так далее, все равно объявить как бы этом деле, ну и оправдать возложенные на него ожидания, либо честно признаться, что ну как бы ни То есть хрена как кандидат я проиграл, я снимаюсь Да. как кандидат. Да. И он как Он бы... не говорил, а вы знаете, а я ведь на самом деле исследователь. Не. Не, ну как бы... Ну и когда я рассказывала про этого... Да. Когда я рассказывала про этого мужика, да, я как раз не говорю, что он плохой человек, да. Я говорила, ну в смысле, что вот он там говорит, а оказывается он обманул. Нет. Просто как бы вот это действие с нашей стороны позволило нам понять, собственно говоря, ситуацию лучше, чем мы ее понимаем. тоже понятно. Да, возможно, ему тоже чего-то позволило понять. Такое самопознание. Может, он перестал... То есть и я тут как раз, не уверена, что, в смысле, что он там кинул, или что он как-то нехороший, или он пытался нас обмануть. Ну, Разговор о том, что вы могли кинуть. мы его, могли, конечно. Не могли, да. Он-то что, он-то чисто. Наличие, знание об этосе не обеспечивает исполнение всех этических норм. Не гарантирует это. Не гарантирует, да, вот не гарантирует точно.
А где вот различие с экспериментом? То есть как эксперимент вот в таком формате должен выглядеть? Эксперимент в таком формате никак не выглядит, потому что эксперимент рисуется в другой логике. И эксперимент — это твое исследовательское действие с каким-нибудь этим самым объектом. Ну, не знаю. Условно говоря, твои установки и твои действия в эксперименте все исследовательского характера. И ответственность твоя, опять же, как исследовательского характера. Почему эксперименты с людьми не проводят, а если проводят, то потом, в общем, получают. Хорошо, это эксперимент с людьми, это все равно деятельность, да? А? Ну, в смысле, это все равно уходит, получается, что это действие. Ну, Нет. Действие, исследователь совершает действие, любой исследователь совершает действие, и любое исследование может быть описано как деятельность. Невозможно исследовать и не действовать. Но эксперимент — это эксперимент с ситуацией, над ситуацией, и снятие результатов с изменения ситуации. Исследование действием — это исследование собой и снятие результатов по собственным этим самым, по рефлексии собственных действий, того, что ты встретил по своей дороге. У меня тогда просто, может быть, так несколько не укладывается, например, тот же стенцовский эксперимент. Он, получается, не экспериментом был, а больше в эту схему укладывается, правильно? Потому что себя же тоже исследователь ситуации мает. Это о чем эксперимент? Он как раз эксперимент, но не этичный, поскольку он уничтожает объект, исследования. Но исследователь, в данном случае, исследователь играл роль начальника тюрьмы, вошел в эту позицию, вел себя, заметил изменения в себе в самом, вышел их отрефлексировал, это идея в эту схему складывается. Да, только это назвали эксперимент. Они же играли в тюрьму. Да, вот понимаешь, это рефлексивное отношение, да, в экспериментальной ситуации. Это одно. Другое дело, если бы он реально был директором не создавал, тюрьмы. а пошел в реальность. Да. То есть здесь разница с моделированностью. Да, эксперимент всегда смоделированная ситуация, и она всегда локальная. И она, по большому счету, не исследователь, даже если он в эту ситуацию попадает и рефлексирует свои собственные отношения, она, выйдя из этой ситуации, он больше никогда в эту деятельностную позицию не попадает. И последствий этой деятельностной позиции он не имеет дальше. Здесь же Маскевич лох, Егоров тоже лох, и это останется с ним, грубо говоря, навсегда. Но основным года Беларусь проиграла. Основным отличием является моделированность ситуации. Я вот просто хотела заметить, что я поняла, что вот то, что мы делаем в фаланстере, это мы называем, что мы экспериментируем, но мы делаем что-то вроде этого, да, то есть я по схеме узнала, да, то, что мы делаем, то есть мы находим задачу практическую, мы в нее приходим, пытаемся решать, потом выходим из нее, так анализируем, что получилось, и пытаемся уже решать новую поставленную задачу. То есть мы это не определяли прям как вы, да, четко, то есть мы это не словили вот так вот, но мы это называем экспериментировать. То есть поэтому, Тогда любую практическую деятельность можно называть экспериментированием, потому что сначала что-то делаешь, потом оцениваешь, что получилось, делаешь выводы и делаешь дальше. Да. И тогда любая деятельность есть эксперимент. В смысле, если выходишь в звездочку, если ты вышел, и это... смотри, любая рефлексивная деятельность, да, если может быть в принципе описана. Но мне кажется, что тут действительно есть эта дилемма, да, то есть, грубо говоря, исследование действием находится между любой нормальной рефлексивной деятельностью и научной деятельностью, да. И в научной деятельности ты всегда с этим объектом взаимодействуешь, если это социальные науки, так или иначе. А в деятельности ты, вроде нормально, да, ты всегда рефлексируешь. Но тут Оксана этот момент, я не знаю, может, она собиралась дальше рассказать, но, в общем, если ты строишь это как исследование действием, то вначале, например, у тебя идет концептуальная работа. Да, то, о чем я говорила, наверное, прилетело, потому что мутно говорила, да, что в исследовании в том числе ставятся, собственно, исследовательские и, допустим, концептуальные задачи что такое идентичность, да, как нам что-то описать, или, как мы разбирались, что такое сообщество. То есть, задавая себе эти вопросы, мы формулируем некую, карту, то есть исследовательскую программу, и потом с ней идем в деятельность,
Потом возвращаемся, и эти результаты пытаемся распространить не только на свою, ну, как бы, на свое следующее действие, но и в более широкую практику. Ну, то есть смысл, например, там, написания книг, он в том, чтобы категорию сообщества, ну, как проверенную через исследование действия, ну, или уточненную через исследование действия, там, сформулированную через исследование действия, распространить на практику в Беларуси работу с сообществами. Не только на лично свою, но и более широкую. Ну, И тут я услышала, что изначально как бы ставятся вопросы. Вот, да. Наверное, важно. Ну, то есть изначально ставятся в том числе исследовательские вопросы. Не только практические, но и исследовательские. Ну, собственно, в первую очередь исследовательские. Потому что, ну вот, например, там, то уже не Мацкевичевское исследование, а то, там, в чем мы участвовали. Когда там вокруг развивалось это, все развивали местное сообщество дружно. А мы, в общем, понимали, что ну, что-то не так. Мы стали разбираться с категорией сообщества, местное сообщество. И потом поняли, что мы не можем ничего сказать. Ну, в смысле, мы можем там собрать книжки, выписать все определения, придумать еще что-нибудь, но мы не можем ничего толком сказать, пока, ну, как бы не попробуем какие-то там действия. Мы попробовали и попытались это описать, ну, как бы дальше пытаясь распространить эти представления дальше, как исследовательские, как концептуальные. Ну, в этом смысле, что там, такого рода вещи, это как это, попытка объяснить постфактум, ну или там приписать постфактум каким-то вещам, ну как бы сущность. То есть, да, в принципе, ну, Татьяна озвучивала, что в принципе как бы можно, и я вначале говорила, да, что по большому счету любую, ну, нормальную деятельность с нормальной рефлексией, в принципе, можно описать, и в принципе даже у вас всегда есть возможность, там, не планируя исследование действием, проведя какое-то действие, снять исследовательскую первичную, да, то есть получить какие-нибудь там превращения там, в знаний, что-нибудь понять, но особенно если действие провалилось, например, то да, хотя бы хоть что-нибудь. Стекло. И в принципе, как бы, это даже можно вот так и обозвать, как бы, если это самое. Но уровень и охват как бы, там, проблемы и охват как бы, ну, воздействия этого всего, он будет там очень сильно разным, в зависимости от того, называете ли вы это экспериментами и просто играетесь, ну а потом как бы что-то понимаете и говорите, оба, как классно, а мы тут еще и исследование действием, оказывается, провели, да, или как бы квалифицируете свою деятельность. Либо вы, ну, как-то осмысленно, целенаправленно этим и занимаемся. ставите исследовательские задачи, ну, как бы берете из практических проблем исследовательские задачи, серьезные, не в смысле там посмотреть, а вот это получится или не получится, да, а разобраться с там какими-то серьезными вещами. Потому что вот еще одно из, ну, таких, еще одно из оснований по поводу этого, например, там, необходимости введения в исследовательскую принципа практики, исследовательский метод, да, связан в том числе уже, ну, для меня в нашей практике с, ну, не знаю, сущностью там, программы культурной политики, которая работает с нормами. И в этом смысле там, достаточно там, часто эти исследования, они строятся по, ну, как это, цели их, например, там, ну, проверка как раз сопротивления материала, к примеру, новой нормы, да? Поскольку культурный политик это тот, который оценивает на соответствие, во-первых, реализацию как бы, новой нормы и должен заботиться о том, чтобы как бы, ну, соответствующие нормы реализовывались в ситуации. Для того, чтобы оценить сопротивление материала, нужно как бы, эту новую норму принести. А принести ее, например, можно только в практическом действии, да? Посмотрев, как она срабатывает и обнаружив как бы, все границы, все барьеры, на которые вы натыкаетесь. Но сделать это можно только, ну, как-то поставив такого рода как бы, там, исследовательскую задачу, да, или сформулировав такого рода инструмент, сконструировав такого рода инструмент, как когда-то для нас был там, инструмент сообщества или там, город, ну, то есть представление, который позволяет, ну, которым можно, в общем-то, как это, тыкать в эту ситуацию и понимать, как бы, чему она сопротивляется, а чему не сопротивляется. Поэтому без ну, простроенной работы по этому поводу, ну, вот в этом поле, в этом ключе, это возможно, но, в общем, малоэффективно и не про нас. Это, ну, это перший крок, про який Тетяна казала, ну, постановка следующей задачи там, и вся эта штука. Можно декомпозировать кроху подробнее, что там, чи є там якісь специфічні речі, які там нема
звичайных даследованиях? Ну, что там у Google есть так для чайников? Они строятся так же, как обычные исследования, вообще-то. Да? Всерьез, Ну, в смысле, как нормальные исследования строятся, да, то есть ты задаешься вопросом, ну, то есть сначала как в нормальных исследованиях, из некой практической задачи формируется вопрос, чего я не знаю, да, об там, этом мире, ну, или пространстве реальности, там, для достижения каких-то практических целей. Потом избираются некоторые, ну, не знаю, концепты, категории, ну, ухватки, с помощью которых, в принципе, такие ситуации схватываются. Ну, до тебя схватывались, там, описывались и так далее. Ну, то, что я не знаете, то, что может помочь мне разобраться с тем, что я не ну знаю. и с тем, и с тем. Ну, просто тут можно на конкретном примере, да, идет критика того, ну, как бы, как эти ухватки там работают, там, работали раньше и так далее. Ну, там, те же там категории, город, например, там, да, или там сообщество, или, ну, не знаю, что-нибудь еще, там, качество жизни. Ты разбираешься с понятиями, категориями, тем, как оно работает. Потом ты составляешь исследовательский инструментарий. Если ты хочешь что-то узнать, ты, ну, как бы, должен знать, куда тебе пойти и на что посмотреть. Ну и там определенного рода индикаторы, ну, в зависимости от того, какие у тебя категории. Да, какой линейкой мерить, как оформлять результаты, на что смотреть. Да, потому что не имея этого, ну, ты тоже, в общем... Как ловить существование гравитационных волн. Да, как ловить, ну, вот. А потом ты идешь и действуешь, и, в общем, это, и как то, чего не делал Егоров, и записываешь. Или синейки считаешь, ну, в смысле, ну, да. ловишь ответы. Так, Ну, это, в общем, ну, вот вся подготовительная часть, она, ну, как бы, ну, нормальная исследовательская работа, ну, в смысле, нормированная, в общем-то. Единственное, что она как бы исходит из практических задач, ну, и там потом сам метод, ну, в смысле, само действие строится, ну, в соответствии вот с тем, что было сказано, да, с ввязыванием в ситуацию. так, А вот Подожди. Женя там... Я, видимо, не объяснила. Ні, ну ні, я то зрозуміло, тут як на конкретному прикладі, але я там, мабуть, в принципі, є у книжці про Сокольниці, які я колись читав. Ну ось, умовно, у двох словах. Так, яка задача була в Google? Яка була задача, то ви восприняли як некий концепт Сокольниці, потім провели його, зрозуміли, що Сокольниці ми будемо розуміти по-іншому, і потім цікава, якби, така задача ви вирішили, потім для якої у... Да, у нас технология появилась. Технологии чего? Развитие сообщества. Ну, да, зарождение. Зарождение. Почкование. Ну, про это... Это чтобы развитие? Почкование, да. Тобок, а поменялась концепция исправления Сокольности? Тобок, те, кто на выкаш... Ну, вот смотри, мы, ну, как бы, там логика была такая, да, что, как бы, в практических, в практике, не только нашей, ну, в данном случае у нас еще был ЦСИ, который тоже что-то там делала, никакого, ну, то есть, имеющиеся действия основаны на определенном представлении о сообществах и их развитии, о развитии сообществ, да, не имели никакого результата. Ну, то есть, пока эти действия производятся, скамейки строятся, карусель крутится, вроде все красиво. Действие заканчивается, капец. Да? Чего мы сделали? Мы стали разбираться с тем, что такое сообщество, ну, в смысле, с теми представлениями, которые лежат в основании тех действий, ну, методов. Да? Потом мы провели исторический анализ того, как в Советском Союзе... У нас появилась гипотеза. Ну, она была такая резкая, это самое. В Беларуси сообществ не существует. Мы стали разбираться и проводить исторический анализ того, каким образом происходило разрушение сообществ, такой формы, ну, как сообщество, за время Советского Союза по разным этим самым. Разобрались с этим, из этого сделали выводы по поводу того, что сейчас осталось. Но это как бы это все аналитически и гипотетически. Потом сформулировали себе определенные критерии того, как нащупывать, что есть реально, существует ли реальное сообщество. И пошли в малые города, там у нас оно попалось так. Вот, города малые, пошли там щупать. Да? Ну и в общем увидели, что да, действительно, вот по этим критериям все, что осталось живого, это там связано с религиозными элементами, и так далее. То есть, в общем, каким-то образом подтвердили свои гипотезы и дальше уже на основании этого придумали там технологию. И предложили ее как альтернативную тому, что делают все остальные, те, которые не получаются. Ну вот так.
Технология это уже скорее результат игры. Ну, да. Додумали еще, да, на игре. Тобто, коли нік возьмет дослідне день, була некая фактура, яку потім у вільні якби переварили, і помилася в Да. Ну, можно так сказать. Так, ну, правильно зрозуміло, це якийсь момент про концепт. Я не говорю так. Ось ви опрацювали, якби некий робочий концепт на основі того, що було раніше, сформували, потім спробували його примірити те. Потом, исходя из этого концепта, формулировался инструментарий исследования. Какой это Понимаете? концепт, Концепт як определяет- надіюся? Что? Аналитический. Это я тебе рассказывала. Разбором представления о сообществах и разбором истории. Попередний. Истории, ну, да, существующих, прям так скажем, представления о сообществах и разбором истории существования сообществ ну, как бы на наших землях. Да. Скажем Ну, последние Того, 60 чего лет. как бы, мы про них знаем из истории Да. злонамеренной, с восстановлением злонамеренности, ну и с, там, в том числе там, это всегда восстановление ну, как бы способа, ну, самого способа концептуализации, про который ты говоришь, который попередний, да? Ну, то есть каким образом это там, понятие появлялось, как, бы, как у него сделано. Так, а у вынику самого доследного дня этот концепт потенциально мог поменяться? Ну, с промайней супольности. Ну, вот по-хорошему, как бы, как-то, в ходе исследования он не должен меняться, хотя если исследование более-менее ну, как бы продолжительное и с хорошим рефлексивным обеспечением, то, в принципе, как бы, иногда концепты могут трансформироваться как бы, в ходе самого исследования. Но мог он по результату точно, Ну, наверное, точно мог. это возможно, Но, потому ну, что как там бы вот, этим объектом, собственно, ну, то есть вопросом, который у нас был, это был вопрос не что такое сообщество, да, а как возможно их развитие. Ну, это разные вещи, да, и в этом смысле мы не особенно проверяли, что такое сообщество, да, мы его, ну, как положили, так и положили. практический вопрос был как в развитии, а практический исследовательский вопрос был как это в обнаружении. Понимаешь, то есть концепт сообществ нужен был в исследовательской практике для того, чтобы обнаружить сообщество. Ну да, тут просто тоді, ну, умовно, коли концепт як-то собрано по-іншому, то ви могли просто не убачити Ну, нечто інше. да, конечно. Ну вот смотри. Тыкая этим концептом, ты можешь найти только то, что как бы, этому Да. концепту отвечает. И этот концепт не является идеальным, правильным и так далее. Но мы восстанавливали его. Есть там некий концепт у деятеля, да, который действует. Когда не действует, ни хрена не получается. Ну, да? Мы берем то, что есть, этот концепт, и разбираемся. Нам как бы нет уже ведь идеального, правильного, по своей природе соответствующего... Нет, ну есть, но где-то в мире платоновских идей нам Ну, до него не не добраться. И мы разбираемся, этот концепт сообщества, он нужен для чего? Как бы он ведь стоит в рамках какой-то большой практической задачи, в частности, демократизации там, да, и вот в этих рамках есть определенные, ну, определенные значимые вещи, из которых он, ну, как бы появляется, в которых он осмыслен. Не сам по себе, как сообщество вообще, в принципе, на самом деле существующее. Потому что развивают они сообщество для того, чтобы развить сами по себе, а потому что это есть основание демократии, там, ну, самоуправления и так далее. И как бы восстанавливая эти связи, да, мы тогда ну, как бы обсуждаем этот концепт, его восстанавливаем. Ну, в смысле, что в нем важно, что не важно. А дальше как бы наши вопросы, собственно говоря, исследовательские, они стоят здесь. Да, инструменты действия, ну, там, развитие и так далее. И уже, ну, исходя из них, мы там строим исследовательскую программу и так далее. И как бы все наше утверждение состояло в том, что, имея такой концепт сообществ, неправильная оценка, ну, этого, ситуации. Да? Ну, грубо говоря, все говорят, что они есть, и их нужно доразвить. Мы говорим, что их нет, их нужно зародить. Ну, и это две большие разницы технологические. Положив, что их нет, и положив определенные характеристики, мы пошли проверять, может, мы не правы. А був план перевірки взагалі? Конечно. Тобто, умовно, ви розумієте, що дослідне день, у вас був план дій. Роби раз, два, три, четыре. Нет, ну, у нас был план исследований. Исследования и действия внутри этого исследования. Вот там мы известная история про Мстиславский фест, да, это история возбуждения сообщества, которое якобы теоретически должно существовать. Да? То есть если оно существует там, имманентно, да, то оно как бы должно отзываться на определенные действия и
Да, определенная провокация. Вот как бы, и сколько мы его 2 года провоцировали, и потом, когда оттуда провоцировали, не, ну, как бы не так, как до этого провоцировали, а ну, для того, чтобы они там проявили себя как сообщество. Но нет. Ну, не проявляется. В принципе, как бы при наличии того Ну, и в других воздействия, местах там эти тоже. проявления как бы были, которые позволяли, ну, как-то поддерживать там, эту возможность как бы существования. То есть что-то как бы отзывается на твои действия. Ну, например, как только это внешнее воздействие ушло, как это пропало, и вся эта активность. То есть это называется очень негативный результат. При этом, когда мы там появлялись в других местах и видели какие-то эти очаги тоже, которые тоже назывались сообществами, и там с ними вступали в отношения, некоторые из них реагировали как сообщество. Маленькие, реагировали, там, вступали с нами в отношения, да, а потом мы уже, ну, как бы, возвращались к нашему анализу и анализировали, вот, как бы, они откуда взялись, да, а чем они отличаются от этих, которые, как бы, теоретически есть, и даже как будто бы крутые, но на самом деле нет нифига. То есть у них реакция разная. Ну, эта палочка, они по-разному реагируют. Эти обороняются, а те сразу за эту палочку, давайте несите нас куда-нибудь. Вот я поняла, что исследование действием — это в первую очередь исследование, да? То есть, ну, Да. может быть, когда другая как бы деятельность, сопряженная вот... Ну, в данном случае Ну, речь где-то идет о можно именно исследовании. Да, Да, что это да, метод, да, всё, метод, вот это для меня да. было почему-то открытие. Нет, это метод получения знаний, просто он настолько, ну, как-то плотно вписан все равно в практику, но настолько, как это, Да, условная да. практика, настолько, знаете, что, в общем, ее достаточно тяжело рассматривать, ну, особенно, там, говорить о конкретике без этого самого. Так, я собиралась что про историю рассказать, но я чувствую, что, ну, во-первых, мы про нее немножко поговорили, но надо заканчивать. Единственное, что, ну, я вас к истории могу послать, естественно, как обычно. И в этом плане у нас есть, наверное, ну, как бы несколько хорошо задокументированных, ну, как бы специально задокументированных вещей по поводу исследования действия. Это, ну, в первую очередь, белорусская демократия в вопреки очевидности, в которой есть немного просто специально про метод, хотя так очень немного, очень... Мазками. Мазками. Там даже есть объяснение, почему мазками, типа, что... там результаты тоже очень фрагментарно представлены, причем там первые несколько глав еще так это написано всерьез, а последние уже как бы явно как это с устатком. И там как бы для фрагментарного представления результатов исследования как бы можно ограничиться и фрагментарным представлением метода. Поэтому имейте в виду, что это очень фрагментарно и как бы до конца ничего не исчерпывает. И еще как бы комплекс этих книг, в которых Ну, в игре в города. задокументированы эти самые. Это в первую очередь, конечно, игра в города, потому что там это просто, ну, как бы описано лучше всего. И, ну, это все равно неописуемо, но описано там это лучше всего. Если прочитать всю книжку, то можно что-нибудь понять, на самом деле. Не объяснить себе или себя, или свою деятельность через это, а на самом деле понять, потому что, ну, как раз за счет того, что у нее такая структура, то есть там есть и вводные полагания, объяснения самого метода и оснований, из которых это делают, и в принципе как это... Потом идет фактура, И фактура, такая. которая, вот та фактура, которая просто была, и которая была вот этим сырым материалом для того, чтобы потом как бы оформиться в результаты, которые как-то соответствуют как бы тем там, задачам и там, полаганиям, которые есть в начале. То есть там можно, ну, просто увидеть, как это, если не процесс, то по крайней мере увидеть разные эти составляющие, разные уровни. Ну а потом есть уже как бы аналитические и, ну, как бы, оформление исследовательских результатов, там есть таких уже размыслительных текстов скорее. Вот, поэтому как методический материал для изучения, ну или для понимания этого метода, это, наверное, самое хорошее, хотя по большому счету там все книжки, ну не все книжки, но по крайней мере начинающие сообщества и качество жизни, они имеют, ну, как бы, тоже прямое отношение к этому всему. Вот. Так что читайте. Все? Вопросы? Закончим. Нет вопросов. Я предлагаю в следующий раз сделать перерыв в представлениях наших этих самых и обсудить ту часть, которая у нас это рефлексивная, методическая и карьерно-траекторная. Ну, мы говорили, что мы будем в это вставляться. У меня пока нету там... Я бы предложила это в таком скорее рефлексивно-обсуждательном ключе начать.
обсуждать ну, как бы техники построения траектории и возможности вот это, ну, это матетики, да, ну, то есть вашего собственного выстраивания процесса обучения. Поэтому, ну, вот в качестве такого, ну, не знаю, если я, руки дойдут, я... Что? Вот будем мы, с этим нужно разобраться. Как нам строить эту самую траекторию Тут индивидуальную? Да. У математиці там ще такий момент, який вовлі відігрався, то есть, що ну, траєкторія, це ще якби про таку оснащеність ніби, да, якби там, але якби ось той, хто по этой траєкторії рухається, він ще якби не тільки про оснащеність, там ще про там особливості, там про личностне і так далі. І тому тут так само психология декомпозировать как. Да, но я бы предложила как бы в следующий раз попытаться построить нам эти, ну, такие там, какие-то общие схемы, да, ну, основываясь на своих там рефлексивных или размыслительных ходах по поводу того, как эти траектории строятся, потому что, ну, вы что-то это не дети, и уже давно что-нибудь строите, да. Ну и там и я со своей стороны подумаю тоже про какие-то, ну, подходы к, в том числе вот построению, ну, собственно, этих математических некоторых представлений.